Я понимаю, но дело в том, что наше общество, оно не было настолько... У нас вот эти вот люди с бородами и без усов, они там с короткими этими штанишками, они маргиналами считались. То есть они маргинали, да, они были вооруженные, у них были бабки там и так далее, но общество их не воспринимало, не только негативно воспринимало. А сейчас эти же, скажем так, атрибуты, да, там без без усы, с бородами, всякие исламские, риторика, вот это вот, все там женщины в хиджабах, и вот это. Сегодня это официально насадила там эта власть массово. И еще в Европу это распространили. Но я так понимаю, вот с моей точки, с моей позиции, как вот я вижу это все, это компромисс в ответ на лояльность. А учитывая то, что глава республики сын муфтия, ну что он может знать, какие он знания получит от своего отца, кроме вот этого духовенства, кроме вот этого ислама, который Давай сейчас там есть. каких-то там, я не знаю, сынов какие-то там вот эти вот детский сад, который вот из памперса вылез. На них не перекладывать всю ответственность. У нас получается вот сегодня Чеченская республика, все вот это финансирование. Одна мечеть, которую Россия там строит. Вот у нас ролик был, мы сейчас вот вчера, позавчера смотрели это. Так, чтобы мне не ошибиться, сколько там? 4 миллиарда. 4 с лишним... 460 миллионов долларов. Не. Долларов? Да навряд ли долларов. Подожди, не долларов. 4 миллиарда. Ганнибал, если ты не в курсе, не запутывай. Короче, я это перевел в евро, да, это получается 50 с хвостиком миллионов евро. Одна мечеть в Шали построена, а их там 1600. То есть вот это огромное вбухивание финансов для исламизации чеченцев, вот зачем это Россия делает? Россия делает? Вы думаете, России это надо, что ли? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Это нужно нашему Путину, Василию Васильевичу Хуйлу, халифу всех мусульман Европы. Алхамдулилля, наш Путин, халиф, нам построил 1500 баз Аллаха, 300 медресе, и каждый год дает нам квоты, чтобы наши муджахиды поехали полезать арабский камень. Алхамдулилля. Да благословит Аллах нашего Путина, истинного муджахида на пути Аллаха. Вот и ответ на вопрос вам. Кому это на самом деле нужно? Доктор, который лечил известную персонаж Сару Коннор, вы вот реально считаете, что если бы повода не было для нападения на Чеченскую республику, что Россия сосуществовала бы с чеченским государством, завязала бы взаимоотношения дипломатические, экономические, и нормально мы жили бы там, Россия у себя, мы у себя, вот так. Так мы и жили же нормально почти 300 лет, пока ислам в Чечню не пришел. Нет, подождите. А потом уже началось там... Подождите. Вы не поняли, да, мой вопрос? Не только жили, даже помогали друг другу. Повторить? Отбиваться от этих. Вопрос. От монголов даже отбивались вместе. Нет, монголов... Было дело. Отбиваться, как-то сосуществовать, какие-то иметь взаимоотношения, да? Это нормальная тема. То есть, когда два народа живут по соседству, и они как бы договариваются на чем-то, сотрудничают. Об этом же там трубили наши лидеры, да, там, начиная от Дудаева Джохара и всех остальных. То есть как раз в этом и было, там четко же
комментировали эту ситуацию, что можно жить в составе какого-то общего там движения или с кем-то в союзе и так далее, вот, иметь какие-то взаимоотношения. Но нам вот предлагают мир раба. То есть, когда ты являешься пехотинцем русского царя и вот выполняешь его команды, на такой же нормальный человек не пойдет никогда. Истоки всего этого, оно немножко глубже. Тут трудно сейчас разгребать то, что наворотили предки. У меня просто вот был к вам вопрос. Чисто вот по-человечески, да, я не знаю, кто вы не знаете, кто я. Просто вот смотрите, вот мое личное мнение, да. Я закончу потом. Вот просто в своей голове это хотя бы прокрутить. Если бы не было бы повода напасть второй раз на чеченское государство, первый раз напали в 1994 году, если вы не в курсе, были такие люди, как Гантимиров Беслан, сейчас он в России живет, там где-то в Ставрополе, у него там скотоводство, короче, он таким делом занимается. Потом был Доку Гапурович Завгаев, он в Кении, Танзании долгое время был после этого русским послом, консулом там. Последний раз он был русским послом, либо консулом, я могу ошибаться, в Словении. То есть человек, который возглавлял нашу республику во время развала Советского Союза, и которого мы не выбрали как народ, выбрали Джохара Дудаева, и вот этого начали нам потом с России подкидывать. То есть этот человек, этот Беслан Гантимиров, который в Ставрополе там сейчас живет, Руслан Лабазанов, который вскоре потом нам объявили, что убили офицера ФСК на тот период. Потом Автурханов, который потом в России тоже каким-то чиновником работал, и потом в Израиль уехал, по-моему, там помер. Хаджиев. То есть вот такие вот личности. Эти люди 24 ноября 1996 года с 3 сторон в город Грозный на русской технике, на русских танках, у которых башни были отмечены белой краской, такие эти наваренные были стволы там, удлиненные. Я сам свидетель, а вот по этим трупам потом, возле трупов у меня мопед был там, 14 лет я пацан, я ездил, потом смотрел вот эти разгромленные вот эти вот все вооруженные движения. Короче, с 3 сторон, якобы под видом того, что это Гантимировские, Лабазановские, Автурхановские какие-то войска, на русской технике с русскими солдатами, офицерами действующими, со своими этими военными билетами, при поддержке самолетов, вертолетов, то есть авиации, вторглись, и они были разгромлены. Там несколько часов, такое, даже меньше еще времени, но массово. Потом их уже догоняли и ловили, там, добивали кого-то. Вот такая ситуация произошла. То есть это первый раз, когда напали русские на чеченское государство. И когда Грачеву, другим всем объявили, что вот ваши солдаты, почему вы отказываетесь от своих солдатов, офицеров, Грачев сказал, я не знаю, там у него это интервью есть и сейчас. Им нужно между собой договариваться, это чеченцы между собой там воюют. Вот это лицемерие и такое как бы дело, как вот с этим делом сосуществовать вообще, как вот можно, как бы можно было договориться как-то, какие-то отношения выстроить, да, чтобы друг другу помогать, я не знаю, защищать друг друга. Вот так же это не получается. То есть, Вы что хотите от людей, которые, сейчас вот на данный момент развязали войну? Я не принижаю там чеченцев, говорят, что с братским славянским народом войну развязали. Вы что хотите от этих людей вообще? Что вы от них ожидаете? Это все те же самые люди. Чтобы вы оценку поставили вот этой ситуации, что Какую тут можно дать оценку?
Какую можно дать оценку предателям? Ну, вы же понимаете, что без поводов, без вот этого ваххабизма, без этого исламизма, который нам притащили туда, русские не смогли бы на нас. То есть понятно, что там другой повод надо было искать, но это был просто повод. И представьте, наш весь народ по сей день этим ваххабизмом страдает, потому что эти мрази нам его притащили, и по сей день нам его втюхивают, понимаете? Ну, ваххабизм-то, по-моему, уж не русские притащили, справедливости ради. Видите, вы никакую пользу. Как у наш Дугин Муджахид прямо на доске объясняет курсантам ВСБ, как мы посредством ислама разделили чеченский народ на два части и заставили друг друга отправлять до конца Кобзона. И если бы российское руководство, да, и если бы российское руководство не приняли вот такие меры, неизвестно, чем бы это все закончилось. Потому что чеченцы это действительно необычный такой народ, странный. Они бы дрались до конца. И поставили бы да, империю. Видео поставьте. Подтверждение. Что? Дугина. Всем шалом. Пока. О, Дугин, это тот еще кадр, конечно. Это еще редкостная. Аккуратнее. Без этого, без эмоций только, Лазик. Я сейчас видео хочу показать. Лазик, мой брат, Муджахид, Яхуд, альхамдулилля, горский, чеченский еврей. Так, сейчас показываю видео. Одну секундочку. Вот он. На экран вывести? Можно, да, можно. Вот русский идеолог, наш брат Дугин. Так, сейчас я кручу. Где моя камера включается? А, вот ты меня увидел. Так. Сейчас. Так, видно там, да? Мой этот телефон. Да, видно. Является второй моделью организации. Система ВИРДов является второй моделью организации чеченского общества, вторая еще модель тейпов. Тейп – это радар. Эти тейпы, тукумы – это кровное родство, но дублируется вирдовским родством суфийским. И вот что любопытно, что, например, такие люди, как Удуков или Шамиль Басаев, будучи с одной стороны выходцами из суфийской среды, полным носителями этой технологической модели, они в качестве логоса, социально-политического логоса независимой Ичкерии взяли именно салафитский ваххабизм. Это чрезвычайно важно. И, кстати, только благодаря этому, по большому счету, мы смогли с ними справиться. Дело в том, что когда ваххабизм стал утверждаться в Чечне и в Дагестане довольно активно, он вошел в прямое противоречие с тем, что называется, являлось исламом бессознательным. Потому что тот ислам, который естественным образом распространен на Северном Кавказе, он ничего общего с ваххабитским политическим исламом, с ваххабитским салафитским логосом не имеет. Традиционное исламское духовенство в лице Кадырова, которое поначалу восприняло ваххабитские тенденции просто как неких союзников в борьбе с светским, постсоветским логосом, или продолжая советским логосом, постепенно поняла, что становится заложником совершенно чужой игры. Вот с этим был и связан феномен Кадырова. Кадыров – это вор, а Басаев – вор. Басаев – это, несмотря на то, что он чеченец, он стал
на сторону ваххабитской линии и стал организовывать в Чечне джаматы. Эти джаматы вошли в конфликт с вирдами. И вот тот раскол Чечни, который мы считаем нашей замечательной операцией, так оно и было, в смысле раскол чеченского сопротивления и прекращение чеченской войны, в значительной степени стал возможен, исходя из такого соотношения исламского конфессионального фактора на Северном Кавказе, конкретно в Чечне. Я, кстати, в этом принимал участие. Если бы Россия, в данном случае не при российском руководстве, не провел достаточно тонкости и не провело это разделение между допустимым и приемлемым бессознательным этно-мифологическим исламом и исламом ваххабистским, если бы этого не произошло, неизвестно, что бы кончилось. Потому что чеченцы были действительно особый народ, они бы дрались до конца. Но вот это разделение двух исламов, одного ислама импортированного и сектантского, и другого, естественно, произрастающего на этих территориях, сыграло очень важную роль с точки зрения тех позитивных результатов, которые мы добились на Кавказе. Вот без этого повода было бы сложновато там, по всей видимости. Ибраим, а ты смотрел когда Джамаль Гейдар, вот недавно я смотрел этот ролик, Джамаль Гейдар, там он ведет, помнишь, передача была такая, Соловьева, поединок? И он там Жириновским там ведет этот диспут, и он рассказывает якобы, ну, опять же, оправдывая, короче, мусульман, не может быть, что мусульмане там террористы и все такое, осуждаю. И он рассказывает, что якобы тот же Басаев и все вот эти вот, да, вот, ваххабиды и так далее, пришедшие в Чечню, как бы, что именно конкретно они работали на ГРУ, на ФСБ и так далее. Вот недавно попался, кстати, этот ролик. Вот такой... Не услышал. Я говорю, надо тоже посмотреть, проанализировать. Да, посмотри, там, ну, здесь в ТикТоке где-то бегал этот ролик, там, 15 минут, вот так вот. И вот тот Соловьев, ну, как бы так, что-то там напрягся и начал, как бы, рассказывать, что это все не так. Жириновский стоял, молчал, стоял и слушал, кстати. Вот у него есть привычка, что орать, перекрикивать, а этот стоял и слушал. Гейдар сам был ГБшником. Ну да, кстати, да. Жириновский после того, как его вот это вот случай был, да, в Госдуме, когда Селезнев зачитывал не буду озвучивать, да, вот этом, который в 99-м году серия прогремела, да, там во всех городах, в Москве. Рязанский сахар со вкусом гексогена. Первый в Буйнакске, потом два в Москве, потом в Волгодонске и вот в Рязани учения проводились, которые на 75 лет засекретили. Вот когда они очередной провели, Селезнев вот эту информацию зачитал там прям в Госдуме и сказал адрес, который через 3 дня только потом произошел, да, вот взрыв. Он зачитал там адрес еще не прошедшего, который будет только через 3 дня. Литвиненко об этом тоже говорил, что это, по всей видимости, там в ГБшной среде был какой-то патриот, который специально народу попытался, ну, как бы, случайно, якобы, вот этим подменой, чтобы осведомить и чтобы люди знали, кто это проводит все. Вот таким образом кто-то это в ГБ, ну, патриот какой-то, одним словом, оказался. И там после этого случая Жириновский начал паниковать в Госдуме и пытаться да, чтобы этот Селезнев прокомментировал, то есть обосновал, что это было. Вы нам сказали этот, который произошел, а он только через 3 дня произошел. Почему? Вы нам будете объяснять. Ему там микрофон выключили, на месяц его лишили голоса,
И после этого он уже такой, ну, нормально потихоньку стал, в кавычках, да, то есть против Путина уже в открытую перестал, короче, идти. И такой, как бы, в поддержку существующей власти, вот так вот эту позицию. Видимо, ему там подкинули что-то. Так его заткнуть силой не смогли, а там прикормили, и он все после этого эту тему тоже оставил. Да, потом его царь называл, Путина царем называл. Короче, вот такая ситуация. Всем еврейским нашим друзьям шаббат. Праздничный день. У нас тема такая, да, вот 6 августа какие-то добровольцы наши, да, там, эти люди, которые противостояли женщины российские в тот период. 6 августа у нас прошла вот такая конкретно, ну, блестящая ее можно назвать, операция. Сначала подобная операция прошла 6 марта того же года, 96-го, тогда еще Джохар Дудаев был живой. И ее назвали «Операция возмездия». Это такая была, ну, как бы прощупывающая операция. На 3 дня был захвачен город Грозный. И потом, после 3 дней, под покровом ночи, там, вооруженное это сопротивление, оно вышло. И после этого начали готовить вот этот второй уже план. Вот это 6 августа, то, что прошел потом. Уже как бы освободить город и его удержать. И поначалу там Джохар Дудаев еще при его жизни, он был назван, эта операция была названа Zero Option, то есть нулевой вариант, такой на военный лад, более такой, я не знаю, на слух, ну как бы по-военному это звучит, да, там нулевой вариант. Потом уже в апреле месяце, в конце там 21 или 2 там Дудаева убивают с вот этим, осуждают, да, там с выстрелом ракеты там с самолета. И инициатива переходит в руки Яндарбиеву, который вот топил за этот исламский порядок, который еще с Темишевым, со всякими Халимовым, с Багаудином, вот это еще при Совке созданная Габнуками партия исламского возрождения, который вот участвовал в этой партии, и он перенимает вот эту инициативу, и там уже начинаются вот эти шариатские какие-то суды, шариатские движения. И вот эта операция, она переименована. То есть после этого ее переименовали и назвали ее операция «Джихад». Вот такая вот ситуация. То есть все под ислам потихоньку, под религию, под религиозное подводилось. Ветеран, по-моему, вышел у нас. Ветеран. Ее поменяли после встречи в Москве. В мае месяце это Ельцином один встречался, Яндарбаев. Да, кстати, они ездили когда на переговоры туда, в Москву, там был Закаев, Яндарбиев, Удугов, там был этот Абу Муслимов, еще некоторые деятели, это при посредничестве Тима Гульдемана еще. И там их еще держали где-то в ельцинской этой резиденции.
Да, Ельцин в этот момент, ветеран маршал, Ельцин в этот момент границу с Чечней, их якобы там заложников оставили в качестве заложников вот в этой резиденции ельцинской. Вот что там произошло, и вот эта исламская тема, вот тоже там вопросик такой, который надо будет как-то расследовать. Может, найдутся люди, которые это дело огласят. Не, ну вели на глава-то как бы они стояли там, потому что они были в чем-то уверены, что там ничего с ними не произойдет. Они там стояли, вот это вот со стулом, вот эта тема. Да. Ну там, знаешь, то, что не произойдет, там не совсем выгодная военная ситуация. Это же вот в преддверии этого 6 августа, этой операции, там, короче, ну да, там вполне возможно, что вот эта сцена со стулом, она тоже, возможно, и постановочная. Хотя, ну, это мы сейчас будем как бы догадываться об этом. Но то, что там вот что-то меняется, да, на этот период, вот именно исламистская тема, она потихоньку заменяет нашу вот эту государственную, изначально, короче, общепринятую, там, всенародную, вот этот курс его потихоньку вот там куда-то начинают уводить. Ветеран, здравствуйте, шалом. Приветствую. Маршал Думасега. Тоже Ну вот, выскажись. я помню вот этот месяц, не помню я, ну, когда я был в горах, там в Назране переговоры начались. Ну, это я в составе, когда с Хаттабом был. Помню. И, короче, там Якуб был такой. Ну, он после Хаттаб там шел Хаким, потом третий Якуб по рангу шел там, и дальше Абу Валид шел. А дальше уже там другие ребята. Были вот эти 4 командира там было. Я помню, вот Якуб поехал тоже на Назрань, чтобы информацию все это знать. Типа он как с камерой типа стоял, он помню, там приехали, там все там шутили, он рассказывал эти, что там было. Но я знаю, что он должен был, видимо, этот процесс все контролировать, и чтобы туда Арабистан, это надо же доложить. Представьте, вот какой-то араб, это делегация, и те, говорит, заметили, а этот кто там, типа, видят, что это не чеченец. И типа они сказали, это какой-то оператор, и что-то, я помню, эти шутки они рассказывали. Ну и помню, и мы-то не знали, но и один день нас построили, ну где-то человек 100 нас в общем было, может 110, 100, но не больше. И там Хаттаб застраивает и говорит, что... А там везде русские уже в горах было, негде ступить. Типа говорит, нам уже тяжело, везде русские, что часть должна уйти домой, 80 человек остаются. И эти 80 человек переходят в Дагестан. Он говорит, что там, он знает, что несколько человек, там все равно какие-то стукачи, предатели. Там он говорит, ну типа, как я понял, что типа их обмануть, он сказал, что мы переходим в Дагестан. И 80 человек остаются, остальные должны идти домой, потому что негде там двигаться, прятаться, типа. Ну, я тоже числе этих 80 человек. Назвали фамилии, кто остается, назвал. Нормально. Это помогло, оказывается. Или кто уходит домой, что-то не понял, я числе этих тоже. Ну, и как раз у меня этот момент, там одному этому пришлось стукнуть по голове. Чеченец был тоже, это арабское платье, но здесь эти сказки рассказывал, я его не предупреждал, не понял. И мне из этого пришлось вот рядом, как раз перед этим, но я-то не знал, что будет операция. Я ушел, и там рядом, леса, там опять был человек 10. Спускаться на равнину не хочется. Я там с ними остался. А у них ничего нету.
в составе отряда Хаттаба у нас как в ресторане. Живем. Там несколько операций, тоже не все на эти операции идут. Я там несколько операций участвую. Там. Как туда попал, сказал, если что, будет, как раз бы и получилось, и мне пришлось оттуда уйти. И я попал в этот отряд, и там я говорю, я сейчас домой спущусь, и там с парнем тоже, и там что надо, продукты. И мы оттуда парнем спустились, где-то через 3 дня договорились, что мы вернемся. И как раз и начинается эта операция, и этот парень с Илсканюрта был. Он говорит, нам не надо подниматься, потому что эти ребята, что же, гор спустились, мы идем в Гудельмис. А я с нашими ребятами пошел в Грозный. Спустился. Я помню, это 6 августа, но мне тогда 16, не лет 16 лет. И вот эти отряды, они в основном, наверное, в большинстве по нашей улице заходили, он оттуда с 12-го участка, с этой стороны по Асиновской улице. Там суды, обязан создать справедливую систему и так С далее. пацанами, Это мы входили со стороны пригородного Гекала поселка, входили ночью. Где-то к утру мы вошли там, и нас встретили, помню, Шамиль Басаев там встретил нас, там ему надо было что-то передать. Помню, вот он там, то, что я не знаю, что было, вот передал, чтобы это принять, помню, нас встретил. Там где-то на высотке, я помню. Марин, маршогыла, хубарасо, гена, вот цегезеронсо. Дейлер маршал ху. Нохчала оля хабо, нохчала это 7 законов Ноя. Что-то я хотел такую тему, выскочила у меня, пока то, что мы про этих наши предки Хаттаба всяких, так, доктор нас вышел почему-то. Ну, сейчас почему-то самое интересное, пока ты, самое интересное, что они эти нашиды выпускают, сейчас еще раз повторюсь, что самое интересное, как они все подмену делают. Типа Умар захватил Иерусалим, халиф. Да. Мехмед II. Мехмед захватил Константинополь, а Хаттаб захватил Грозный. Представьте, чеченцы его не захватывали. Где-то 80 человек с Хаттабом захватили Грозный. Не, Хаттаб вообще отказался от проведения этой операции. Ну, Хаттаб был в Аргуне был Хаттаб. Поселок есть, не поселок, а там, не доезжая до поселка, там справа, у них там раньше этот фермы, все было, вот в этих местах он там был. Кто там был, что там, кто ранен был, я помню, вот у карачаевцев, вот, когда был там карачаевский джамаат был, там несколько человек, здоровые все ребята были. Вот одного этого очень сильно ранило. Помню этого карачаевца, где-то 27 осколков у него попало, он там полз. Он был в Аргуне, был. Грозный его. Но он захватил Грозный. 8 человек Хаттаба Грозный захватили. И, оказывается, его не чеченцы захватывали.
дистанционно из Аргуна. Ну вот они ставят, значит, эти все люди, это вот Чечне там, такие, он Хатаб, вот, вместо того, чтобы это делать, нет, Хатаб. Ну, если представьте, Хатаб для чеченца, вот я понимаю, если ты приехал помогать, но из него идола такого делать, что за его деньгами там, из него такого командира делать. Позор тебе, ты чеченец, ты защищаешь свою землю, и ты ему там, он должен руководить, рулить. Я понимаю, деньги были, деньги решают все, но из-за денег тоже, мы из-за этих денег вторую войну, из-за его денег там. Он там финансировал, командирам деньги давал. Я же помню, когда там был, там приходят, там зачем за деньгами пришли. Но Хатаб просто деньги кому-то не давал. Просто он деньгами не раскидывал, очень насчет этого. Потому что у него хозяева там были. Тоже отчет давать должен был. Ветеран, маршал, и операция Ючхен, Юлушхен, операция он прямо во время до. Ага, это хабады, говорит, и им что мы это потом это пошло. МТХули, хокун операцию, там такого не было, там другая ситуация. Там такого не было. СМИ такого. Вообще вот эта вот операция джихад, это вот когда вообще? Мы-то не знали, мы этого назвали. После уже. Ну, может, после этого все, а мы это время там не до этого вообще было. Там ситуация на месте другая же. Это не как я говорил, Адам этот бежит там, 30-40 человек бегут, и там спереди этот оператор снимает. А он впереди, а эти бегут в атаку. На войне там. Ну что я хочу сказать, в Грозном, что там было? В основном работали вертолеты, там работали Ми-24, и минометы работали. Потому что они знали, что у чеченцев вся она пехота. А то, что там мирные, они не разбирали, там много мирного народа. В основном минометы работали и вертолеты работали. Это на третью ночь, по-моему. Вторую, третью ночь. Так они прорывались, старались прорваться к своему. 9-й больнице, когда мы окружили их, ну, можем сказать, хотя нас не больше, чем их было. И они там, короче, запросили поддержку, и там БТРы. Мы их подбили. Там с одного успели заскочить, ну спецназ был, с одного успели заскочить, как раз у главного входа подбили батареи, он стукнулся, это там, справа перед этим был бордюр, что-то высокий, и вот туда, водитель сгорел там, остальные успели забежать, второй БТР тоже подбили, оттуда этих 4 спецназов, оборотень назывался, этих 4. Ну, они как с БТРа выскочили, в дом заскочили, и чеченскую семью они взяли в плен. И сказали, типа, у нас заложники, и что мы их убьем. И пришлось, чтобы они отпустили их, типа, мы отдадим вас. И, короче, этих 4 обменяли, ну, что, которые в больнице, там 1000 чем-то человек было. И, короче, мы отдали этих 4, они там выпускали, кто там был, вот, раненые, больные, там все прятались в подвалах, мирное население. Вот. Я помню, этот командир говорил, что я второй бросаю, у меня там 1500 человек в заложниках. Вот это я помню. Там девушка, медсестра, она перебегала, мы посылали обратно, типа он говорит, что у него 1500 человек, что если что, он будет их расстрелять. А там не так, они больные, раненые, люди погибали. И отдали этих 4 спецназовцев. И, короче, они, заложники, взяли с собой 100 человек мирных, и они вышли, чтобы вот, взяли. И как они дошли до своего расположения, эти 100 человек они отпустили, и по тому месту, где вот народ там вышел с больницы, там все довольно радостные, и они из миномета обстреляли там. Вот, погибли мирные люди, которые с больницы вышли. Никто не думал, что они будут по этому месту. А те знали, что с больницы он же не будет и народ в подвале. Есть народ, который вышел, они по этому месту с миномета дали. Я помню, вот медсестра, которая перебегала там, она тоже погибла. Женщины там, мирные люди. Вот русский мир, он. Эти вещи не будут никогда рассказывать. Ну, дурдом юкайся уж такие. Ну да, голбойль, бу нах, дук бу, голбойль, не из Бога.
Там внизу какое-то дерьмо из Да, Наур. Цагаsun Из люди, Наур, которые никак подымись. не могут понять, что Я тебя дерьмом назвал, нужно, потому что ты вот эти нельзя, всякие да, нельзя мерзко-пакостные комментарии что-то пишешь. Но там если о ты детях подымешься, я думать, тебе могу да, нормально, не переходя на личности, разъяснить тебе про твою Ахмад-силу. Ахмад Псина, альхамдулилля, Аллах Яббар. Иногда в ресторан. Аллах Яббар. Бьёхом шлюпаешь, Вы хазнеев что, сам уйла? бьёхомш. Ой, да, именно, И ой, Ахмад Сила, Адам ты Бие. знаешь, что Ахмад Сила Мы призывала всегда, к у нас джихаду? народ такой, мы всегда к человеку относимся с пониманием. Потому что у нас И что потом произошло? эзотерический, от синцаны, дуазандол, хумна шдой, энергия, сознание, душа, богша, хумна шхи индувайнага. Это я знаю, Потом потому что что произошло вокруг с меня Ахмад Сила? Почему она и перестала, Масана царь остует, что хумна шдой, короче, моя призывать странная к тема, да, джихаду она против для них русских и была стала призывать к актуальна. джихаду Ахмад Они все Сила про это за знали, и даже русских? намного больше, чем я говорю, они Så знали. ahmad شجاعوت Поэтому بارشل при этом خلشيد да, صدع دل جاك بيرلقه вот когда какая-то Смотри, Сад деградация Адалари, души это у человека понятно, происходит, да, такое там когда у него бывает мозги не тоже. туда Даже русские повернулись, солдаты, и ой, мечают, ваш да, в этого чем шел, они проблема, тоже из-за там чего, по какой причине погибают на духу войне. Дуйлахуша с Просто пониманием я относились, тебе сейчас ролик пытались покажу, этому вот человеку посмотри помочь. Агакана и прокомментируй, именно если острова можешь. Ахтхич, Так, аудул один хич, момент. шейкаяльчига, вайн бук урстуш иштабохш буорнах. Мы всегда пытаемся их понять, им помочь и поддержать, да, чтобы этот человек стал на ноги, укрепился там во всех лучших качествах, да, которых любит Бог, и дал халва, и بيستنشد си الله انت يا مدرسة حلاقي إنه دال халва, и Подожди, подожди. هو ميربيتش حبايمر كده في اللي وتشلايو ويصدق انا اللي حدا حبايمر يعيشك حقير совершенно Наличности حقانا мы от уходим. نفس بوغ إهم Сейчас, هو ديت где няща это и говно? ميكروفون نتا هو цахакан энергия сознания бог что и умна шхуш бахт بارشل يحشجع وانا سيرك что это Стоп, всех молодца, подожди. خبر زعبك زي قالوا гури ميكروفون كوتش من دارك где в раю гури нету никаких гури. Весь лучше микрофон, да, я исправил технически. Для чего? Там какой состав? Ну, я прям этот состав Элчуду. Мы знаем, да, вино опьяняет ум. То есть выводит человека из здравого рассудка, да, в такое трансцендентное состояние. Что расслабленный. Включаю камеру. Ум расслабленный. Так, с расслабленным умом ты человек не до конца трезвый. Камера включена, меня слышно? Ибраим, чуть-чуть покажи, потом рукой Мы не закрой. хотим жить на улице Кадырова. И почему нас заставляют жить на улице Кадырова? Если мы сегодня согласимся с тем, что одна из московских улиц будет названа в честь человека, который объявлял джихад русскому народу, России, кто переметнулся на сторону федеральных сил только перед угрозой вооруженного штурма города Гудермес. Перешел нет силы от страха. Вот русские вот так комментируют. Вот Ахмад Хаджи, Ахмад Сила как перешел. Да, вы, если говорить про чеченцев наших, да, я сколько знаю наших судья чеченцев. Камер, да, я наблюдаю, они абсолютно совершенно другой психологии люди, очень толерантные, собор долж как раз, собор долж будешь, сам нахкиет, будешь на самом деле, вот.
Kardeşim, Ahmatoviç'i vende taşı tanıyak mı bu şu çamadı şu oluşakım. Tiyker geç var. Ahmatoviç'in bu sözünden Rusya'nın pol Allah'ın iladı luksa inşallah ama. Allah dinle Allah olur deş duası kumata ba. Nikad var ya şey. Muhammed ha. Sober del çök ayet diye Allah каратур духа гет. Аллах говорит 47 суре Мухаммед, 7 аят. Помогите Аллаху, и Аллах непременно поможет вам укрепить ваши стопы. Хуя Аллах кара. Хорошо. Хуя Аллах кара. Связи алишнир. Allah'ım tarafsın. Эти Аллах Бог шнир связи алиш, сосацу нуц буйцинга. Сосацу нуц. Тем хизмарица Ахмат. Савистушмо, соборден. Аллах гад нуц буйса. Ахмат не шуне цабу альжу ктим. So Ahmad ne an Allah ne анти даде луксо шинни анти. Подожди. ФСБ, любимчик, бушу просто. Смотри, как раз таки на Я Ибраим, вообще исто мағламда. Соборден. Куа миртуям, кучур эр кусвала. Закая уля. Чмо. Как раз таки твой Ахмад и ты, вы вот на одной волне. Весь ваш ваххабит, все ваши 1600 мечетей, вся ваша исламистская тема, исламское государство, шариаты, ваша конституция, Коран. У вас одна и та же тема. Просто вот вы разбились там. И видео, он говорит, я тебе показал видео, потому Ну, для чего? Да, на видео русский говорит, что это... Выставила. Да, лама, так гет своим. И даже вот... Дикий эла. Сам хастреет шварун, даже Ахмад сил. Маш, даешь. Окей, и Ахмад силает из-за просто قيرة الشيء اللي И Ahmad was. شو قاعد دوت دوين الخل ثاني نخشق أم كلا حد يقن واحد شي نخشق أم كلا حد يقن وانا وقدام Am da zu geladaknak شي دوزل بوكر خنكلا كيرتا وندال بيرو تراكتور دي على نخشق أمك شارك زودا يا جهاد يا يلي زبح شاجي خادي تورن شو أحمد خجي يتون تاك أنت تورن يتاك قبشة الحق وشويت نخشي بتسكات نخشي بيع أول ولد يخصوتي وان سو بدل تاع دويتش موزة يخصوتي وان بوتين انت مواتك بيعدن سو إنز دين حنلوج نتيون أحسن نت بلشان أس إناخش قدع أس بوي أربان شنصار شروخ بيشتور شيء نشدو بوخش بوصل نخ أشياش بينق شو بوصل شريعة دعوة توغياتش بوشانت إيه عدو بينك شوخ كاليوشك برول كا توربايوغتي شو كاليوشك توربايوغت إيه عرقش إزواش تان حالخا وعبوكش تير زودريتي عواش إتبوجاتش زودريتي بينقش تان حالخا إيتو شو إنت حانكو ألغير شو ها؟ إتبوصل كنت بوي تان حالخا وعبوكش تير زودريتي بينقش أولي По 4 суре 24 аята шупаймар бо шныр маляли не зудрин шунти тиегаз шупаймар бо стиегаз и цунсуннат дуй не зудрити қидер шупаймар бо газ و دايتن آيت دو كربح كم بو زودري بوي موستشي يش دانيس بو مجال دو سورت اي دو آيت شو إيش تغولشي زودرش تيجي شو غولشي بويسن شوليالش باي بوي اش يامر تلون شوش اش بشيتش دينش دوش كيلون شوش شو شايل بوصل بش إيش تخل شوك شو نو نوختشم تليل ده أو نوختش تليل ده صوتيرلو قلنجواجي الله خد عباش قوقسه نوختشوي وتيرلو الله خد عباش واحد يقع نوختش ليوخي غوبت دايلا شو زوال شنيرا مايريا هاي باك ترك شتوها تولي Баг церковь мечертвурил, он аж полностью пехотинчиком будет сидеть. Просто вот я хотел с ним, почему я его поднял, он там внизу
пишет там Ахмат Сила, Ахмат. Вот смотрите, Ахмат, там такого Ахмата другого нашли бы русские. Просто вот это чеченское сопротивление, оно уже иссякло. И как вон Дугин рассказал, которого я вот показывал здесь, там просто получилось так, что они раскол провели в рядах чеченского народа. И получилось, что вот народ, который нормально стартанул, просто хотел жить своей независимой жизнью в своем государстве, ну, сами быть себе хозяевами, там, чтобы свои законы, чтобы граждане нашей страны сами издавали нам законы, чтобы у нас была уверенность в завтрашнем дне, чтобы у нас были там права человека, чтобы у нас были там нормальное какое-то будущее у наших детей. Вот нормально вот так стартанули и шли. Потом появляются вот эти ахматы, и всякие удуговые, всякие ваххабиты вот эти. То есть, как Дугин рассказывает, вот эти вот две стороны плохого, хорошего полицейского, в которые весь наш народ увязывают. То есть, тебе нужно одну из сторон принимать. Либо ты вот этот новый обращенный, пришедший ваххабит, либо ты придерживаешься как бы своей традиционной вот этой исламской линии, которая совсем не традиционная после того, как Ахмад Хаджи, они ее раскрутили. Потому что они как раз таки про джихады, про Коран, сунны, короче, вот такую тему там включили. И вот так вот всех нас увязали в эту игру. Просто жалеш мостри буквально юки уагойшан. Илур, нормально, вистхалла, ухал яхану. А вот этот Ахмад, он по сути, вот там нет... Ахмад, вот, кто по-твоему, кто взорвал Ахмата на стадионе? Не оглядывайся. Микрофон, Воспользуется моментом, что ты где-то один или одна идешь, набросишься. Кто, по-твоему, взорвал Ахмата Хаджи на стадионе? Ты помнишь это время? Туют моза мацабол сихабел еще шмабац Ахмат меча ашхирух, какой стул, где он будет сидеть, чтобы ему именно под него подложить это. Ты же понимаешь, что это просто так не получится. Шу санвал соцухена соун сутиятся партизаны вахабич. Сега я мартхилар датсин со рядовой цухена джамаат партизаны добош сега лилш. Абсолютно тебя амат хашхилар информат такого невозможно вообще, это недоступно. Партизаны шпил школ кегенаха вообще недалекий, короче, да, это просто, я считаю, русский целый тебя, технику или центр, еда, бюсин, да что, я когда... А чтобы Ахмад Хаджи, стадион, знать, на каком кресле, это вообще нереально вообще. Любой бера нахуш дадон, парадя, любой президент хакам себя хулидуем. ديل نعلح شو خلص دعويش شيء مخك عدك نستيه شو شيء قامنا شمال دوش أول قلدول بيور مالدك ليل ديش. И как на эту территорию стадиона можно взрывчатое вещество? Направляешь из рыбу, вообще худу хао. Направляешь из рыбу. Англи шо. Барикату, рахматуллах. Валикум ассалам, вассалату вассалат. Да, тига, хилвол, Баранов, вот этот Баранов, который рядом с Ахмад Хаджи был, ему ногу оторвало. Его нога в раю. Валикум сила. Его Баранова нога уже в раю или в аду, где он?
Да, хотел сказать, всех поприветствовать прежде всего. Можно говорить? Или вы общаетесь? Баранов полностью прикашлял. О Баранове, брат Путин, диктует. Живут среди нас и боятся признаться, кто они. Тхок тейпах, дуй вук тейпах, дуй дейл воздуха. Путин декулятно. Тхацхана тейпах. Пару слов скажу, ребята. Можно пару слов сказать? Так, приветствуем Лучану на повороте. Машо. Фашисты, нацисты. Маршал. Я хотел это поприветствовать всех и Вендетти сказать сегодня такую речь он сегодня толкнул, конечно, на каком-то эфире. И всегда рад слышать настоящих войнахов. Настоящих действительно войнахов, которые подчеркивают четкие моменты ради продолжения и сохранения собственного народа. Молодцы, ребята. Ты чё, бред несешь? Какое сохранение? Ты чё, охренел, что ли? Мысли. Поясни. Ты про каких? Ахмад Сила здесь. Я про Вендетту говорю. Это Ахмад Сила, я прикалываюсь, ребята. Оставьте все это. Вендетта? Тюркоязычный умнож. О, битсини и хили, вачхили бухш, эшпшуч. Для меня это настоящий война. Это люди, которые ни под кого не хотят прогибаться. Ни под этих, ни под тех. Хотят сохранить собственный народ. Еще раз подчеркиваю. Это мое мнение. Я родился в Грозном. Я знаю чеченский народ. Вот. И хочу, чтобы этот народ сохранился. Вас очень мало осталось. Берегите себя, и то, что вы делаете, продолжайте делать. Это то, что я хочу сказать. Ты что, думаешь, реально они хотят сохранить народ, что ли? То, что делает Вендетта, вот здесь ведущий то, что делает, на мой взгляд, это единственные люди, которые действительно хотят сохранить свой народ. Иди лечиться надо тебе. Хорошо. Мы в лечении не нуждаемся, поверь мне. Без личности. Хорошо. Да. Попробуй обосновать. Лечиться нужно тем, кто не понимает, зачем идет. Этим нужно лечиться. И тем, кто под кого-то прогибается. Одно дело, я понимаю, когда нету выбора, да, и когда государство, есть автономия, и это от кого-то зависит, это еще можно понять. Еще можно понять, потому что есть дети, есть народ, есть женщины. Это еще как-то понять можно. Но когда прогибаются абсолютно под другое, то, что абсолютно никак не соответствует идентичности чеченского народа, поведению, достоинству, это совсем другое. Лучше скажи Ахмад Сила, потому что они очистили Чечню, вот таких, как Винтед, этот Ибраим, этот ветеран. Не цепляйся. Ты посыл понял, я думаю. Хочешь цепляться? Ты ни хрена не знаешь наши традиции, тебе непонятно вообще. Куда очистили? Ты там посмотри, вот ты знаешь, что такое ваххабит? Из Наур, ваххабит, знаешь, что такое? Сбрить усы, отпустить бороду, надеть хиджабы. Когда намаз делаешь, руки поднимаешь. Алхамдулилля. Иншаллах, говоришь. Ты что, не помнишь, ты вообще жил в мечети? Да, жил в мечети, все есть. Что у тебя, амнезия теперь произошла? Я очень доволен тем, что есть там сейчас в Чечне. Не, как ты тогда, Ахмад Хаджи, он сначала... Ахмад Хаджи, Смотри, путь Ахмада Хаджи – это борьба с шайтанами, с ваххабитами. И он говорил, чтобы хоть один раз мы можем нормально там жить, почему мы должны всегда умирать. Теперь посмотри,
все ваххабиты, иншаллах, субханаллах, всякие хиджабы, всякие вот эти заклинания, все, 1600 мечетей. На них смотреть невозможно. Потом в Украине джихад, то есть то, что он говорит, да, гордат свой. Представь, Украину закидывают пачками. Это что, вот этот ведущему такую вещь. На самом деле я уверен, что ведущий четко понимает. Неважно, что там сделали сегодня в Грозном, в Чечне, что там сделали. Как ни крути, это большая, скажем так, Российская империя все равно держит этот народ как забор. Им не надо, чтобы этот народ расцветал и чтобы он был многочисленным. Они всегда сделают так, чтобы этот народ был малочисленным и служил России как забор. И все. Нет, ты мне ответь, вот они что тут делают, чем они помогают, что они хорошего делают, ты мне скажи. Кто они? Вот те, которые тут сидят. Эти люди, как что они делают? Они делают так, чтобы их будущие поколения были достойные люди. Какой достойный? Ты что несешь вообще? И вот я тебе могу обосновывать это. Ты мне можешь обосновывать, что за этим стоит? За тем, что ты мне излагаешь. А? Ты ни хрена наши традиции, ничего не знаешь. Что ты лезешь вообще? Окей, эти люди что здесь обсуждают? Которые здесь сидят, они что обсуждают? Давай его по традициям сейчас проведем. Из наук. Нет, эти люди, которые здесь сидят, они что здесь заявляют? Они что за эфиры ведут? На чем они основаны? Они здесь все эти моменты ежедневно подчеркивают. И чтобы это не заметить, нужно быть настолько слепым и далеким. Я не знаю. Давай по традициям пробежимся из наук. Давай, вот у тебя 9-летняя дочь. Ты отдашь ее? Инауала шудукхайза и песни Ибрahim сумаита окчудола и бихита умадахчуда. Про традиции. Давай проверим ты традиции. Маита сум миллион раз окчуалашу и бихи умадахчуда. Ты гордишься своим происхождением? Я горжусь, что я настоящий чеченец. Иншаллах. Ты гордишься? Я мусульманин. Алхамдулиллах. Иншаллах. Алхамдулиллах. Алло, 29-й. Ты сначала мусульманин или чеченец? Я чеченец, мусульманин. Ты сначала чеченец или мусульманин? Я сначала мусульманин. И алхамдулиллах. То есть, если будет стоять перед тобой выбор, то ты прежде всего будешь идти по исламу, правильно? А потом второстепенно я уже с тобой не разговариваю, ты вообще не лез, я с Ибрагимом разговариваю. Мы здесь все общаемся ты никто, вместе. Ты не лез вообще, ты никто. Тоже никто не разговаривает. А ты кто? А ты кто? Я чеченец. А ты кто? А ты кто? И что теперь? Я не понял. А ты кто? Скажи. Не, я не понял. Ты что, имеешь право лишать меня голоса, что ли? Я не понял. Я с чеченцем разговариваю, не с тобой. Чеченец или ты сказал, ты только что ты прежде всего мусульманин, а не чеченец. Я чеченец, я мусульманин. А, ты заблудился? Ты заблудился, не лезь. Поймал, да? Не лезь куда вообще тебе. Реально, глюк хапнул. Что там Подожди, пророк сказал, если вы... Ибрahim, så det usun Allah. Выстрел совело. Я тут услышал просто, что человек сказал, что он гордится, что он чеченец. Если вы услышите, что кто-то гордится своим происхождением, своими предками, наш пророк, саллаллаху асас, сказал, не передавайте мои слова другими словами, скажите так ему, скажите прямо, чтобы он схватился коренными зубами за член своего отца. Альхамдулиллах. Я тебе передаю эстафету.
у тебя, если отец есть, иди. Работай, иди работай. Как ни крути, здесь определяться придется. Да, приветствую, Лучано. Спасибо за радость нашей борьбы. Да, я просто зашел, ты, наверное, не слышал. Говорю, сегодня ты такое красивое, мощное выступление сделал, брат. Благодарю тебя от души. На эфире там, я не знаю, у кого был эфир, но реально такие слова, как хорошие, прям четкие. Всем шалом, привет. О, шалом алейхум, мой брат, Яхуд, многобожник, безбожник. Так, шалом. Вот этот, который вышел, вот этот из Наур, вот, Хуек Донор, Камал, я сейчас коротко ему. Ишь опускать ербошу, ишь чмарит, цанны, ишь нахьета, мадас. Вот пока шай нохчугум антица долашу, шай нормально, шай нохчугум халла дехкен, дуй цуглиелок цадол, ишь тахиза цадеш, да? Искренне, халоч, лахтушал, позиции лахтуш, да? Херстек, бадек, херста деш. Ишь тогда цавахча, ишь да хизоши, ахмат, силы, присмыкается, да герчи, ишь полностью, со стороны шун мертиш, ахмат, хаджмилуй, рамзани, кадирки, церца, шухестер, дуица. Дунен герга масери, барк шватца, вообще лейшет, лейш. Уж сан иштаца, цог хизоши, хохкузас, любой цахум эльч. Сунжуап цадалуши, да хахиш. Ишт усалдо, лилар. И хасхиет цадуется, действительно, плачевная ситуация. Ну, ишт полностью вахата индат, я дади бить, короче, я му эрдон, да шайца буха больше, та позиция, ишт лил дизаду. Самое удивительное, что здесь, сейчас секунду, брат, что здесь реально настоящие войнахи сидят, борются за существование собственного народа, чтобы он был достойным, чтобы у него было продолжение. А кто-то приходит, блядь, и пытается, я не знаю, эти палки в колеса сувать, хотя на самом деле говорится абсолютно о очевидном. Здесь не говорится о чем-то сверхъестественном, не надо быть каким-то, не знаю, лауреатом Нобелевской премии. Абсолютно не нужно. Люди говорят абсолютно об очевидных пониманиях, ни о чем сложном не говорят. В исламе запрещено. Получается даже... Сидели у Локи, да? Спасибо за подарки, благодарю. Да. Он говорит, смотри, первым делом я мусульманин, а потом, может быть, честно так, может быть, чеченец. Вот у них Аллах сказал, что... Вот понимаешь, как бы, я вот задал вопрос, смотри, интересный вопрос. Вот у тебя написано в Коране, там, многобожников, других, там, валить, прибей, забей. А твои же предки были многобожники, а потом силы приняли ислам. То есть ты проклинаешь своих предков сейчас. И тут что-то он задумался, вот знаешь. Но опять потом пошел, сказал Аллах Акбар и до свидания, и понеслась. И самое интересное, опять же, почему я задаю такой же вопрос, который всех задолбал, но этот вопрос, это есть база. То есть сегодня я поднялся, я боюсь задать этот вопрос это сейчас Ибраиму, у него и так 71%. Так я задам сейчас это Вендетте. Вендетта, вот смотри, получается такая вещь, что когда ты приходишь, спрашиваешь с базы, про базу, да? И они не могут ее объяснить. Получается, этого нет у этого человека. Получается, нет этой религии. То есть сегодня сидел какой-то человек, сегодня я видел, с Кораном, там, видео отключил, хамдулилля, на арабском что-то там рассказывал, да, какие-то сказки, там, им, такой, знаешь, шейх такой конкретный. Ну, я поднялся, спросить его вопрос, как всегда. Ну, там сказали, что меня знают, без всяких сарказмов, без провокаций. Говорю, окей. У меня было два вопроса. Первый вопрос, как узнали все, что это был ангел Джибраил, когда тетя и сестра, и мама, и папа, и любовница не знали, что там происходит, но они сказали, что это ангел Джибраил. И второй вопрос, самый главный вопрос,
вот вы говорите про вашего Мухаммада. Объясните, как вы его определили. У нас у евреев это есть. Они спросили про евреев, говорю, у нас это есть. Зохар это знает. Но я не хочу это говорить, потому что вообще все яйца обрежут им. Они тогда вообще потеряют, ну, то есть все, гейм-овер, это полный гейм-овер. И вот они, и вот этот, да, Вендетта, прикинь, вот этот шейх, Я не уверен. он не мог мне объяснить, как они определили пророка. Говорю, хорошо. Вот теперь, Вендетта, скажи мне такую вещь. У пророка, он же чистый, правильно? К нему же не могут там прийти сатана, джинны и всякое такое, Вендетта. Предназначено для людей, чьи энергии будут... Нам рассказывали то, что от пророка, то, что ему пришло от Аллаха. То есть даже от никаха 9-летнего ребенка ему пророк показывал во сне 3 раза нашу мать Айшу в хорошем шелке укутанном. И пророк сказал: «О Аллах, если это от тебя, заверши это». Да. А вот вопрос к тебе, смотри, такой истинный вопрос. Пророк, давай я подскажу мусульманам, это что такое? Чистая связь с Богом, связь с Творцом, и он чистый, и у него охраняют ангелы, и Творец его охраняет, да? Ну, типа как Мухаммада, да? Его охраняли там каратисты, конфуисты и всякое вот это поебень Мухаммада, да? И вот вопрос, к пророку может прийти какая-то там нечистая сила, захватить его, схватить его, за него сказать что-то? Такое может быть пророку? Властвовать над ним, ты имеешь в виду, да? Как? И властвовать, да. Вот попу джинны зайти могут, и выйти через уши, и зайти сатана, зайти за него сказать. Такое может быть пророку? Пророк, когда Айша спросила Мухаммад, Айша, да, пророк сказал Айше: у каждого человека рядом есть свой шайтан, который его, короче, сбивает вот с этого пути. Айша спросила: даже у тебя, о посланник Аллаха, да, тебе звонил. мой шайтан уже мусульманин, сказал наш пророк, мусульманистый шайтан. Вот как она еще? Вот это вообще поворот. Смотри, что получается. Получается, когда Мухаммад стоял возле Мекки и признал Аишу, это не Аишу, это вот этих 3 дочерей, да, Азута, Шармута и всем вот этих. И когда он понял, что он сказал, он получил шапалах по башке, и он сказал: это не я, это сатана зашел в меня, и сатанинские аяты, достоверные. То есть, получается, в то же время... Один момент. Тут сразу подумай, а кто его в пещере там прижимал? Да нет. Понимаешь? Да. Подожди, это второй вопрос, да. Что получается? Что когда попы джинны взлетели в Мухаммада, и вместо него зашел сатана, Святой Дух. Прикинь, Святой Дух, он же пророк. Да? И за него сказал, попутал его бес. Получается, Мухаммад в то время отрезал себе яйца. А то, что ты сейчас сказал, это вообще уже, полный финал. Получается, ну, как бы все, ислам это, короче, ребята, тут все плачевно. Человеческая душа, сама душа, да, то, что Мухаммада в пещере Джабраилович прижимал, зажимал, ему сказал Варах. Короче, то ли христианин, тоже многобожник, то ли безбожник, то ли иудей. Хорошо. Но в любом случае не мусульманин. Представляешь? Откуда Варака знал, что его шайтан там прижимал? Или Джабраилович? Откуда? Давай допустим такую вещь, что он пришел в пещеру, и там сидели народ Азута, они его словили, напихали ему, он залез не под кровать, а под шконку залез, и рассказал, что своей жене, что ему попу разорвали на немецкий крест. И она рассказала своему дяде, а он любовницы, тети, там собачки, кошки, и они все решили хором, что это был ангел Джибраил. Внимание, вопрос бабуинам. Как они знали, поняли, что это был ангел Джибраил, когда их там не было? Вот это тоже интересный вопрос. Несмотря на то, что я со стороны кажусь неадекватной, да, какой-то шизофреничкой, а я задаю элементарный вопрос. Когда вот это все начинаешь изучать, знаешь, к чему приходит?
что это на ходу, на коленках сострепанное какое-то дерьмо. Короче, вообще, на быстрях. Это все сионисты сделали, все сионисты. В любом случае. Это только... Вы всегда везде что-нибудь нормальное видите, вы дотягиваетесь, притягиваете, вообще касается, оно превращается в что-то вообще страшное. Вот, например, чеченцы, если куда-то пойдут, чему-то прикоснуться, например, Телеграм сломали чеченцы. Представляешь, полностью Телеграм сломали. 1400 лет, которые всем, короче, на Кавказе нормально было, все молились. А сейчас чеченцы раз начали, это сломали вот эту идеологию. Вот то же самое евреи, вы там им жить не дадут. 500 миллиардов муджахидов, у вас, я не знаю, 100% у вас, короче, там мало, я думаю, что у вас 16 миллиардов, а не миллионов. У вас там пишут, что у вас только 6. Ну как вы можете 500 миллиарда их мучить там, я не знаю. Интересно, вот эти миллионы где живут, в каких странах? Мы все знаем, Бангладеш, какая страна, вообще нищая. 200 миллионов. Индия, какая страна? 200 миллионов. Пакистан, какая страна? 200 миллионов. Нигерия, какая страна? 200 миллионов. Египет знаем, 100 миллионов. Афганистан, 40 миллионов. Мы знаем, Сирия, вот эти мусульмане в каких странах живут, если посмотреть. Вот. Я вот не знаю, слышно было меня или нет. Мне интересно, вот создатель вселенной не только Земли, может я повторяюсь, я смотрю, выключил у меня было. Он не знает, что на Земле происходит, ангелов посылает, чтобы узнать, что на Земле. Вот интересно, вот все создал и не знает, не в курсе, и ему доклады нужны. Представьте, вот. Не знает, что происходит, всего создал, а не в курсе, что там происходит. Ветеран, добрый вечер, ветеран. Как это получается? Вот? Интересно, действительно, вот ангелов посылают, они ему информацию докладывают, за всеми следят, кто что может, кто-то в туалет идет, кто-то в туалет уходит. Вот представьте, все следят. Аллах тоже спускается там, следит. Тем более, если он не знал, что земля круглая, то там полночи там спускается. У меня ведь вопрос как бы уже к чеченцам, да, вот там, которые мусульмане, ну не чеченцы, мусульмане. Вот у вас в Коране написано там многобожников прибей, забей, там, оставь, ладно, уже евреев, христианов, там, оставьте. Ваши предки были, не поклонялись исламу, они воевали против ислама. То есть вы проклинаете из ваших дедов, прадедов и ваш род, я не понял, в чем дело. Вот задумайтесь, чеченцы, те, которые мусульмане, это не чеченцы, это мусульмане, да? Это что получается? Вы проклинаете своих предков, что ли? Вы что? Вы как бы об этом подумали сейчас? Тем более, которые в то время нападали, это были еще как бы сподвижники, да, вот видели Мухаммада там, более-менее, да, они были настоящие, не то что сегодняшние бумажные там. Те, которые нападали, захватывали Кавказ, это были арабы. Это были арабы, которые вбивали вам ихние традиции, ихнюю религию. Не, Лё, знаешь, что я имею в виду? Это не то, что сегодняшние какие-то бумажные одуванчики там, мусульмане, а вот те настоящие живые свидетели Мухаммада. Там вопрос, который этот мусульманин сказал, что он первым делом мусульманин, а потом чеченец. Я ему задал такой вопрос, смотри, у тебя написано замочить многобожников, он говорит, да. А предки твои не были мусульмане? Твои деды не были, прадеды там не были мусульмане? Получается, ты проклинаешь своих предков, и тут его замкнуло, понимаешь? Он наконец-то начал думать, наконец-то задумался. Он говорит, да, типа, что-то ты прав. Так я не понял, ребята, вы что, против своих предков, против своей крови идете? Оставьте уже, против своей родной крови идете? Вы вообще как бы думаете башкой о своей или нет? Как можно идти против предков? Против своей крови идти? С кем нам приходится... Приветствую всем свободным.
Наш слово продает свободными кафиры, ягуды, безбожники, многобожники, атеисты. Алло, обозник, дочь. Если хочешь с иудеями, с христианами разборки, вот включи свою камеру, скажи, что я хочу с вами разборки делать. Они тебя быстро на твою пятую точку вонючую. Вот эту азимут будем поднимать? Как вот? Вообще тиг нану, бычи, вообще тига, дагестанская шмара. Азимут и? Азимут басом. О, юг сюли, ках, неправильно. Сюли, ках. Вот я относительно предков чеченского народа скажу, что наши предки верили в дело «Все Отец и Творец». Это наше чеченское язычество, хотите вы этого или нет. Любой чеченец, который сегодня на своих устах говорит «Дал Мула», «Дал Маршал Доль», «Дал Маршал Хилл», «Дал Мокшмершил Доль», «Дал Пурбанц», «Дал Бухастам», все они являются чеченцами, язычниками, лучших своих, не знаю. Это язычество тоже как какой-то ранг, религия христиан начала тоже наговаривать на них, но как и сегодня ни христиане, ни иудеи, ни буддисты, ни атеисты моим предкам не говорят, что мои предки хуже голубых, что мои предки наджас. Сегодня единственная идеология фашистская, это не религия. Ранг религии, его возьмили миллиарды долларов, которые эти лохи туда тащат каждый год. Вот эта идеология фашистская называет моих предков наджас, это хуже дерьма. То есть. Я сегодня открыто говорю, что я чеченец из Тайпа Терво, что ваш пророк хуже дерьма, наджас, что ваша идеология хуже дерьма, вот это фашистская, ислам ваш хуже дерьма. Я могу за своих предков. Вам не нравится, это ваши проблемы. Как когда Томсо сказал, что те, кто делают зикр, вот это национальный наш обряд, это было когда-то, когда были войны, это чтобы дух поднять войны, это танец воина, чтобы устрашить врага. Аллах, Вистрел Бяхмобил, объединить я хотел сказать, он хотели объединить. Да, чтобы дух поднять и сломить дух врага, чтобы устрашить. Это был боевой танец национальный. Туда до начала 2000-х, конца 90-х, там никогда не упоминался этот PDF-файл Музмагович, не Аллах, там был дело. Там упоминались чеченские войны, Уанахи, Дикнах, Хайкалдолшнах, Уанахи. Да, и упоминался дело. Я чуть и то, Сюрикел, Маршвойла. И за это я помню эти времена в Казахстане. Россия, когда ездили по России, по Казахстану. Ногти энергично. По походке уже мы его узнавали друг друга. Я видок. Ногчевое, эти времена я помню хорошо. Вендетта, тебя поправлю. Никогда за всю историю, никогда, не то, что потому что я еврей, вы не найдете, что еврей приходит заставлять кого-то своей религии, кричит на многобожников, что надо убить, и этого делал. Никогда этого не было. Всегда как-то получалось по истории, когда нападали на евреев, давали ответку. И даже если где-то что-то будет написано, этого не делали, потому что надо было думать головой. Теперь я спрашиваю тех же мусульман, да? Допустим, у вас написаны вот такие вещи, да? И вы, чеченцы, мусульмане, которые живут в Чечне, да, говорите, надо убивать многобожников, людей светописания, неважно это. Вы что, идете против ваших предков? Опять же, я пытаюсь достучаться до них. То есть ваши предки воевали против мусульман, которые пришли арабы, именно арабы.
со своими традициями, со своими обрядами, со своими обычаями, со своими понятиями о другом мире. Навязали вам потом, в конце концов, силой, и вы сейчас идете против ваших предков, вы как бы, вперед, вы что, Чеченская республика. Хорошо, давай не чеченцев, казахов, казахи тоже, узбекистанцы, казахи, оставьте чеченцев сейчас, других говорим, азербайджанцев тоже мы затронем. Все, которые приняли ислам, а их предки воевали какое-то время против этого ислама. Всех взяли силой. Не было такого прийти мирно, не было. И вы сейчас все идете против ваших предков, казахи, узбеки, азербайджанцы, там, дагестанцы, все, оставьте чеченцев сейчас. Вы в своем, вообще в вашей башке что-то у вас творится? Вы об этом задумывались? Никто с них не требует. Шалом, Леон, шаббат шалом, кого не видел, всем шалом, всем здравствуйте. Марин, я тебе говорю, Что, я на чутка отключу свою усатую эфир, там чутка на север сделаю муджайдом. Ты шлепки продал уже? Если шлепок пока не продал, ты давай помни, что там доля какая-то. Это на аукцион выставили. У них нету не то чтобы... Я так по-еврейски тоже хочу. Ты мне сдачу так и не вернул, как бы, да. Так, если что, ставка как-то разберемся. Ну, сейчас уже Аллах и Бен Салман говорят 50 на 50 хотя бы. И Аллах отводит ребят с Кавказа, всех мы вот этой опущенной муджахидов забирает там, где шариат или большинство населения мусульман. Потому что среди чеченцев мусульманам тоже жить нельзя будет, как и среди русских, как и среди немцев, как и среди евреев. Потому что у них у всех, у американцев, у всех национальных есть свои вот эти кафирские, таутские законы. Не аллаховские шариат, руководство. А и в чеченцах есть свой национальный тоже. Все национальные вопросы решаются только через призму национального. Весь народ проголосовал за то или иное. Сами между собой делают законы человеческие. Не деловские, не божевские, не безбожевские, не атеистические, не буддистские, не аллаховские. У нас есть конституция таутская. Так и так вам нужно будет свалить. Давайте пораньше, вот пока у вас время есть, у вас возможности есть переселиться. Свалить один, да, и приобуются, и все. Я думаю, это просто внедрение, как бы, это как получается внедряешься, это джихад такой тоже по-своему, ты внедряешься в какую-то страну, там, где гей-парады происходят, и все такое, как бы, ты жертвуешь собой, как бы, да. Будь то раком, будь то, не знаю, прямо. Но это все делается ради джихада, как бы. Я просто так говорю. Я думаю, что это чисто как бы... Это что-то такое, разведывательная, короче, такая ситуация, да, вот конкретно для какой-то шариатской будущей страны. Почву прощупывают. Слушай, а тут какая-то движуха была с процентами деньги. Что за движуха? Проблему надо убирать. Не бороться с ее последствиями. Что за движение? Лазик не верит, что Мухаммад Аллаху откладывал 20% от каждой добычи. Ну, четверть, 25, 20. Я не знаю, что там происходило у Мухаммада. Тут же рассказывают, что евреи вас купили, как бы. Я вот с тех пор это запомнил. И ты мне никак сдачу не возвращаешь, да? Мухаммад, когда трофей делил, сразу откладывал первую Аллаху, потом себе, потом для нужд шарифата и джихада, и оставшиеся 30-40% отдавал вот этим, которые всю эту спецоперацию провели, то есть наемникам, вот этим террористам. Вот так распределялась, короче, вся эта, дичь, доставшаяся. Трофеи. Там были и дети, и женщины, да-да-да. Когда Мухаммад, вот Софию, когда этот муджахид сказал: «О, Мухаммад, она из самой прекраснейшей из них, как ты отдал ее?» «А, да? Иди сюда». Тот уже шел с ней, а Мухаммад ее подарил и говорит: «А, не, короче, я ошибся, иди другую выбери, это моя». И Мухаммад ее никахал 3 дня, там же палатку поставил, короче, ради Аллаха. Аллах захотел, чтобы Мухаммад еврейку
Отправь на концерт Кобзона его отца, мужа, брата, что там. Да. Бисмилля. Вот как раз таки грубо и не надо говорить. Верю, Вендетта, верю. Если не обсуждаю, то я это уж не верю. Соловей, Вендетта, он отца, это родителей, родственников всех убил, что ли? Так выходит? София. Ну, мне надо учиться походу. Я тут... Я так это У понял. меня тут немного другой образ жизни в последние годы. Образ жизни. А вот что там не образ жизни, а... Тут еще тема такая получается, что поверить, как бы, надо поверить в самого человека, да, вот то, что он был, такая личность присутствовала и так далее. Я могу, как бы, уважать там кого-то там мнение, что он там верит в кого-то. Я-то этого человека как бы не знаю, как бы, он ко мне вообще никак не относится, начнем с этого. Что у него там происходило, ну, по-хорошему, я не верю, что он был пророком. Для кого-то он там пророк и так далее, но я в него не верю, как еврей изначально. Кто это, что он и так далее. Но я вижу, что по факту, что когда от его имени кто-то ко мне домой приходит, как бы, это мне мешает. Это я вижу. У него не веришь, он же пророк, я не понял. А почему даже не веришь? Почему? Лазик, Михаил Винкель его принимает? Считает как пророка? Михаил Финкель есть такой. Политик или политик? Ну, Финкель, он не политик, да. Он такой тиктоковский раввин, как бы. Честно, я к Финкелю так серьезно не отношусь. А это он его, он тоже говорит это. Не, ну я с Финкелем вообще по поводу каких-то еврейских тематик, как бы, я не согласен, да, вот когда он трактует там что-то, что у нас происходит, допустим. Меня тут именно конкретно эта тема касается. Я в чем-то с ними не согласен. Это другое, как бы, это такое. А то, что он там рассказывает и там пытается подружиться там с кем-то, с теми, там, с мусульманами, там, с христианами, и дает какие-то комплименты, это такое. Минут 10 тому назад, 5-10 тому назад я прочитал в Фейсбуке, одна еврейка несколько лет подряд возила детей из Газы, по-моему, если память не изменяет, или из палестинских детей возила в больницу. Помогала, в общем. В оконцовке 7 октября на 8 там, да. Ее убили они. Да. Там или как ее. Такая приятная женщина уже в возрасте. Убили, блядь. Благодарны. Что вы понимали, там не то, что благодарны. Все эти кибуцы, то, что были вот на границе с Газой, все эти кибуцы, вот все эти люди, которые проживающие там, они всегда топили за мир. Они как за мир. Они даже были готовы, как бы, да, на какое-то там палестинское государство и так далее. Вот эти вот на велосипедах кого показывают постоянно, да, вот якобы вот к вам пришли на велосипедах, как так произошло? На велосипедах это те, кто работали у них дома. Это вот эти вот мирные, которые работали в этих домах. Они давали им разрешение, как бы, они давали им разрешение, подписывали документы, что те могут с Газы зайти, как бы, да, и у них дома работать. И вот они, эти мирные палестинцы в тапочках тоже заезжали туда. Они показывали по пальцам вот этим бородатым, как бы, да, уже осуждая с автоматом, и куда надо стрелять. Направляли, короче. Да. Они знали имена, они знали, кто это. Они там, может, ну, там, день до этого, это был праздник, суббота, как бы, ну, день-два до этого, они работали в этих домах. Они там, кто садовник, кто там, не знаю, там, еще чем-то занимался. Они в этих кибуцах работали. Открыли такой отряд, что, ну, начинают мстить за тех, которые это сделали. И получилось так, когда поднимали камеры, да, что вот те люди, которые работали в этих кибуцах, ну, вот этих поселениях, они давали разрешение и даже помогали, как ты говоришь, деньгами, помогали им лечебными лекарствами, везли в больницу. А потом эти ублюдки, нельзя по-другому называть, пришли и начали их убивать. То есть они открыли ворота, ты понимаешь? Поэтому я спрашиваю, говорю, я должен верить этим мусульманам никогда в жизни. Нельзя им верить. То есть лечили того же, который придумал этот весь этот теракт,
согласными, Чтобы ты понял, его вылечили от рака, у него было в голове рак. Наши вылечили его, а эта тварь придумала 7 октября. Понимаешь, насколько все это? И теперь левые за это очень сильно получают по мордам. Потому что вот эта диалогия, тупая вот эта диалогия, а давайте сделаем мир. Никто не хочет воевать. С кем ты мир хочешь сделать? Давайте найдем виновного, они же. С кем ты хочешь мир сделать? Вот ты сделай, вот, пожалуйста, пример. Они кричали 21 век, давайте сделаем мир, они хотят мира. И что мы получили 7 октября? Сейчас видно очень четко и ясно, что на Ближнем Востоке Израиль делает. Уничтожил всех лидеров. Да? Теперь лидеры эти понимают, что другие тоже веране, что когда они что-то вытворяют, это его придут, за ним придет Моссад или наши спецвойска уничтожить его. И он по-другому начал думать. Заметь, когда сейчас иранцы кидают по Ближнему Востоку, у нас они не трогают. Они даже о нас не говорят. Почему? Потому что они прекрасно знают, что мы не будем бить эти мосты, эти вот эти всякие вот эти вещи. Мы будем за ними охотиться. Мы сказали четко и ясно, мы вас будем всех уничтожать. В конце концов это произойдет опять. Мы опять будем уничтожать этих бабуинов. За всю историю войны, любой войны ты возьми, любой. Не генеральный штаб, а что генеральный штаб не был уничтожен. 5 раз его уничтожали. Лидеров всех перебили. Мы это будем делать, все. С нами уже шутки уже все, мы не будем играться. Вот эта сущность исламская, она больше у нас не пройдет. То есть мы уже поменяли политику, нам насрать, кто что думает. И ислам, он уйдет, он исчезнет сам по себе, потому что он не может сам себе объяснить. В традициях и так далее. Есть Нохчала, а есть все кавказское тоже. У нас это в письменном виде все было. Так, по теме. Я боюсь по теме, Ибрагим, потому что у тебя так 71%. Я сейчас боюсь такой вопрос задать, что у тебя там спустится все на 0. Поэтому я боюсь этого. Не, я вообще-то я открыт для любых этих дискуссий. У меня проценты плавающие. А по сути мы здесь собрались для того, чтобы для своих чеченцев объяснить, да? чеченцам своим объяснить, что такое ислам. Да, если там серьезно что-то будет, проценты подняться могут. Дурят, что на нашей крови и так далее, что среди нас если удивить меня сможешь, вот такой не, я могу только пустить проценты, а не это. У меня наоборот идет. И прочих. Не, может ты это самое егудский какой-то от меня подкинешь, и наоборот получится так, что у меня это возрастут, короче, проценты. Ибрагим, вот ты слышал про этот аят, где говорится про жидкость, из которого появляется человек, ну, понимаем, да, что за жидкость? Там описывается, что она появляется где-то в районе грудной клетки и хребта. То есть это полная, стопроцентная ошибка анатомическая. Вот исследуй этот вопрос и посмотрим на твои проценты. Да, это серьезная тема. Ну там, видимо, когда там переходняк бывает, у пацанов тоже вот это. Я думаю, я тут короче, блин, не хочу я об этой теме. Ну вот это, там соски, где грудь, там тоже что-то. Не, там речь не об этом. Там именно откуда появляется жидкость. Не человек появляется, ну, видимо, а жидкость. Там из-за этого там посланник сделал, и Аллах и посланник вот такой сделали. Видимо, я думал, тут теневой бан, предупреждение пришло, когда первое видео показывали. И тут, оказывается, у Пармота еще стрим, там все там, видимо, гуляют. Дискотека. Ну, да.
пятницу всегда бывает. Просто у нас вот эта тема все-таки насчет операции Zero Option, почему ее назвали джихад. И видел, вот этот заходил к нам, доктор Зло. Да. Вот я в них как бы не особо пытаюсь найти, да, там, логичное, что-то человечное. Скорее вот обществу показать, да. Вот как бы ты с кем из них не говорил, пытался бы вот донести до них, показать все какие-то доводы, кто за этим вот ваххабизмом, вот этим радикализмом, кто за этим стоит, кому этот повод был выгоден. Если бы этого повода не было, они что, нормально бы с нами жили бы, сосуществовали бы? У нас независимое государство, у них, как на Грузию, на нас бы не нападали, там два региона, тяпали бы, как на Украину, нормально жили бы, экономические какие-то, военные, политические и так далее, отношения с нами завязывали бы. Просто вот, я не знаю, это, что у них там в голове, кем они себя возомнили. Вот он не может здесь на бутылке плотно там сидит, да, вот этот русский. И то у них демократия, там, Россия для русских, там, все такое. И вот все равно они сидят плотно на этой бутылке. Как-то, я не знаю, и других всех хотят туда посадить. Вот интересно, в чем разоблачают? Что-то вот непонятное. Как это, какую оценку там психологическую этому всему дать? Нормальных ты не можешь вот людей с ними для общения, для контакта, вот чтобы по-честному, по душам, как бы дружески вот так вот. Абсолютно. Все как роботы. Не среди своих, не среди врагов даже. Вот, кстати, вот по теме тоже, по вашей теме, вот Леон преподал пример, там, вот, Азербайджан, Казахстан, мусульмане и так далее. Но ни в одной этой стране как бы не было вот этого вот взрыва и вот исламского там джихада и так далее. Как бы, да. Вот в Чечне почему-то он произошел. Там по-любому эту тему закинули. Там без вариантов. Ну смотри, да, вот смотри, Лазик, смотри, вот эта вот операция вот эта победоносная, да? Но почему-то каким-то странным образом в английских источниках даже вот военные есть отчеты, штатовские, там, британские, у них вот PDF-файлы, там все в интернете гуляют. Там они пишут, что она называется Zero Option. А вот в русскоязычной среде идет активно, что джихад она называется. Но потом уже и англоязычные тоже уже подхватили, уже как бы оба названия включают. И так называется. Вот это вот тоже спецоперация произошла с переименованием этой операции. Короче, это не борьба за независимость, это борьба за завоевание. Да, вот нулевой вариант, нулевой вариант, ты знаешь, что значит вообще? Это как бы принуждение к миру, принуждение к переговорам, то есть обнулить, то есть нулевой вариант, обнулиться, прийти на нулевую координату и оттуда как бы заново начать переговоры там разграничение полномочий, да, независимости, то есть прийти к какому-то обнулению. И потом почему-то резко ее переименовали в джихад, когда уже она прошла. Якобы решили остановить заразу, как бы, да, чтобы она не А теперь, да, и получается, короче, чеченцы делали джихад какой-то делали, а не национально-освободительный. Исламскому подкидывают, типа, вот, смотрите, что джихад животворящий делает, там, Россию принудили к этому, к миру, туда-сюда. Все, короче, джихадисты мира, объединяйтесь, короче, все джихадисты всех стран, как пролетарии. Объединяйтесь. Вот такая вот тема там. То есть вот на этом паразитируя это еще дальше. А теперь еще новым поколениям, каким-то людям, которые вообще на тот период либо в памперсе были, либо их вообще не было.
уже вот сейчас новым вот этим вот им втюхивают вот это вот. Заплачать, новое расследование. Да, причем это малоизвестный факт, вот о чем мы говорим сейчас. Это очень-очень малоизвестный факт. Вот самое интересное, что, допустим, вот в Израиле у нас происходит, да, вот у нас нет такого употребления, вот, это, к сожалению, что нету. Надо употреблять вот такое, да, вот это вот, джихад и все остальное. По-хорошему, вот с нами, кстати, так это происходит. По той причине, потому что здесь не хотят, чтобы проживали кто-то, кроме мусульман, и вот вокруг все вот эти арабские джихадисты, как бы, да, пытаются сделать так, или нас под себя взять, или просто нас уничтожить. Но у нас, вот это понятно, нет такого термина, да. И Натаньяху, ну, пару раз озвучивал там это, исламский, там, радикальный ислам, как бы, и все такое, как бы. Он никогда там не употреблял, что это мусульмане. Ну, мало употреблял, но в другом контексте. Вот у нас в Израиле такого нет. Хоть с нами такое происходит. Каждая война, что бы здесь ни происходило у нас в Израиле, это чисто, якобы, да, с их стороны, это чисто джихад, да, вот как они хотят, чтобы с нами произошло. А там вот все наоборот было. Там война за независимость, как бы, да, у людей есть своя территория, где они проживают исторически и так далее, как бы к ним приходят, их пытаются завоевать, и с ними пытаются их взять к себе, как бы, да, говорить, что им делать, как им жить. И при этом, когда они защищаются, говорят, что это джихад. Ну, как-то так. Какой лазик, что давайте выберем любую мусульманскую страну, вот любую, да, и посмотрим на ее прогресс, как она процветает, даже те же страны, да, которые имеют нефть и газ, тот же Дубай, но они за счет нефти. Окей, это ладно. А остальное, технологии, какие-то новые продукции, ничего, даже ничего нового технологии не производится. Ну вот и все, они там все... Ну, Леон, ты согласен с тем, что Америка, скорее всего, нам не позволяет как бы говорить, что есть на самом деле? У кого? Ну, у нас здесь в Израиле, что это конкретно, потому что там это Саудия, как бы, да, которая там союзничает с американцами, это Катар, который союзничает с американцами. Что мы четко, ясно не говорим, что это конкретно с нами, что происходит, с той стороны, когда нас пытаются убить, это конкретно нам объявляет вот эти, ну, по своему там термину джихад. Полезно до прогулки. Не, я говорю другому, ты не слышишь меня. Я говорю, давай выберем любую мусульманскую страну, да. Я говорю, и к чему они пришли, к какому прогрессу, какой науке. Хорошо, придут сейчас скажут, а вот Дубай и это, они там процветают. Они процветают, потому что у них есть нефть. И то они построили... Не, я могу про Дубай, Сейчас, секундочку. Я могу про Дубай, Кувейт. Сейчас, секундочку, я знаю, что ты можешь сказать. Построили недавно огромный, там построили в Дубае огромный парк технологий. И я тебе могу рассказать, потому что я встречаюсь с людьми, которые туда ехали и работали. И там нанимают, да? Но они рассказывают такую вещь. Ты делаешь какие-то вещи не для них, а для себя. Это продаешь в мир. Они же там, те же евреи, те же европейцы. И все, и на этом сдохло. Сама страна ничего не разрабатывает, как бы от себя. То есть тот же парк, который город, они красиво умеют строить в больших объемах, он мертвый почти. Это я разговариваю с ребятами, которые не первый раз, которые там были. Ну, туда приезжают русские, кстати. Они берут технологии, которые те же евреи, те же европейцы что-то сделали, и вот этим как бы пользуются. А сам Дубай ни хрена не делает. Сами арабские страны ничего не разрабатывают. Ну вот и все, как бы. Они пытались купить мозги, эти мозги пользуются ихними деньгами, продают то, что они разрабатывают. Леон, секундочку, можно с твоего позволения? Послушай меня, этот Кикус внизу, там, этот советчик. Ты ПДФЛ, ну, по-своему, да, там, любитель маленьких мальчиков, которых посылаешь. Что ты зашел сюда угрожать, что ты, если меня отсюда не выкинут, ты что-то с эфиром сделаешь? Что там вот это? Что это такое вообще нахрен? Ты вообще охренел? Смотри, что мразь пишет внизу.
Это вроде нормальный парень, шутил с ним. Какой нахрен нормально собрал вот себя малолеток послать, чтобы они к женщинам там у женщин трусы снимали в эфирах. Чисто малолет, говно, говноед сидит в Америке. Ты что, говно, вообще охренел это? Вот тебе угрожал, вот твоему эфиру угрожает. Если ты меня не выкинешь якобы, сейчас у тебя закроют эфир. Ты что говно там конченое? А если я его выкину туда, что будет? Если он сейчас у малолетки сюда подымутся, как бы будут тебе здесь трусы снимать. Не, ко мне обращается, как будто я с ним знаком. Антрус, вот ну-ка расскажи мне про Дубай. Тварь конченый, педофил конченый. Я извиняюсь, осуждаю. Про Дубай, посунный он, посунный. Он сун практикует. Раз, расскажи, пожалуйста. Он практикует, охренеешь. Ну как бы просто Типсон охренел, чему вообще кончит. Да я вообще на чате смотрю, что вы на чат смотрите? Антурас, расскажи мне про Дубай, вот ты хотел сказать про Дубай, Саудовскую Аравию, там про этих всех. Это уже вообще фантастика. Фарку проверяй, кому ты поднимаешься. Не поднимай тут каждого. Сейчас у малолеток своих будет послать, чтобы они там трусы снимали. Все такое. Смотри, кого поднимаешь. Леон, по поводу технологий. Такое тоже есть. Извиняюсь, что такое тоже есть. Это хрен, короче, сидит там, ну, Кикус, этот, Каляка, ну, не важно, LA, опять же, еще раз. Я этих людей не уважаю по той причине, потому что у них нету вообще никакого, ну, нету грани, да, скажем так. Они малолеток могут использовать. Вот этот хрен, допустим, использует малолеток. У него там компашка, короче, детей он собрал, самому лет под 60, даже 50 плюс. Собрал детей, короче, кто ему не нравится, он посылает к нашим женщинам. Они заходят в эфир, как бы, да, открывают, снимают трусы, и все, и у тебя эфир падает. Вот так он якобы, вот хрен сидит в Америке, короче, вот так себя ведет. Или этот, допустим, да, то, что об себя там в трусы себе сует Коран и так далее. Вот это вот компашка гребаная. Вот этот LA же вроде там нормальный, так несколько раз видел, что нет, тоже гоняет. Мне не понравилось то, что они завели, как бы, да, к Стелле пришли, к нашей Стелле, да, завели вот одного из своих малолеток послал, тут трусы снял и скинули эфир. Я зашел к нему, на него наехал. Он обиделся. С какой целью? А с какой целью? Чем он? Не нравится ему. Не нравится. Вот не нравится. Стелла ему не понравилось. Не, ну это уже бред. Со Стеллой, короче, там конфликтует. Да он может с кем хочешь конфликтовать. Послушай меня, ты для меня конченый, ты педофил и балабол. Молодец. Вот эти вот штаты, люди уезжают, они там портятся, что-то с ними происходит там. Свобода. Собрал детей по 16, по 17 лет вокруг себя, короче, да. Давай поменяем тему, давай. Да поменяем тему, пускай говно не угрожает. Ну, Лазик, ну все, что будем 2 часа о нем говорить. Артур хотел сказать про Дубай, про Катар, про это. Он там, кстати, находится. Расскажи мне. Я по поводу технологий. Технологии здесь есть какие-то, работают, но не для них. И не они, скажем, То, что я сказал. Да, работают люди, допустим, европейцы, я не знаю, там, с наших стран. Сейчас очень много с Израиля есть ребята работают неплохо. По строительству очень много индусов, англичан. Именно строительство, вот это то, что все видите, это не они же построили. Даже они не руководили и они не работали, это однозначно. Ни один человек из них не работал. Ты же знаешь, что там им платят деньги, чтобы они, если поработать, еще больше денег им платят. То есть привилегии дают. Ну что, тут, допустим, любая компания большая, СО, ну, хозяин, допустим, скажем, ну, возьмем хозяин, это, скажем, шейх, да? Но вниз туда директора, СО, вся команда, все европейцы, чуть ниже индусы, и пошло-поехало.
Потому что они расхерачат то, что есть. Если кто-то передаст какую-то компанию им, они просто расхерачат это. Это однозначно. И даже Я об этом и говорил. даже не сомневаюсь. Я об этом и говорил. Поэтому я говорю, обратите внимание, что ни одна бабуинская страна ничего не производит, ничего не разрабатывает. Абсолютно ничего. Есть алюминиевая компания, например, да, сейчас в данный момент в этих краях, очень такая крупная в Эмиратах. Ну, там хозяин там индус, хозяин там англичанин, там, по-моему, если не ошибаюсь, Дубайский шейх, короче, они там имеют какие-то проценты. Возьмите любую большую компанию, какую хотите, что производит что-то. Там однозначно будут индусы, англичане, немцы, ну, европейцы. Сейчас очень много евреев. Они вошли в строительство. Я сейчас схожу на курсы. Я твою маму ебал. Привет от Кикаса и Булки. А вот с чем связано, что вот Дубай эти ничего не производят, заводы, там, фабрики? Они построили красивый город, я тебе сейчас расскажу, да? Я вот хожу сейчас на курсы искусственного интеллекта в университет. И туда приезжают ребята, короче, такие серьезные ребята. Ну, давай скажем так, что они придумали программу, и там получили миллионы, сотни миллионов, даже миллиарды. И они такие простые. Они вот израильтяне, евреи. Я рассказываю, что они были в этом, силикон их долине. Вот это. Они очень красиво все построили, но она половина пустая. И то, что они там, когда приезжают, они что-то там разрабатывают, вкладывают деньги, они, получается, те же ребята сидят там, разрабатывают и продают эту продукцию миру. То есть они даже не им, не для них. Ты понимаешь? Им главное, чтобы сидели люди там и что-то разрабатывали. Ну, не для них, а просто, чтобы, вот видите, у нас есть такой город искусственного интеллекта, вот так, типа того, понимаешь? Чтобы платили аренду. Да. Ну, как бы даже, там даже за аренду такие мизерные деньги, они даже поощряют и платят им то, что они еще приезжают там и находятся в 2 раза больше, понимаешь? То есть главное, чтобы вы там были, все. А дальше их не волнует, их просто не волнует. Что ты там делаешь? Вот ты сделал что-то, создал, ты там создал что-то, ты продаешь это другому миру, все, их-то не волнует. Ну, блядь, вот видите, у нас есть город искусственного интеллекта, там хай-тек, типа Силиконовая долина, вот и все тогда. И то она половина пустая. Но такое, что они построили там, мне рассказывали, да, это в Америке даже такого нет. Они там умеют с таким размахом построить, со всеми технологиями. То есть просто ребята приезжают, берут, пользуются этим моментом, что им платят. Им платят еще вдвойне. За деньги почти они там не платят за эти аренды, это копейки. Такой субсидия идет, да. Все, они там молодцы, они сидят там и разрабатывают. Тот же Антропик, половина разрабатывались там. Чат GPT, там половина людей сидели там, разрабатывали. И они не передают эти системы. То есть они сказали, нам надо, в один момент они сказали, нам нужны склады с кондиционерами для памяти. Говорит, нет проблем. За полгода они построили столько складов с этими серваками, да, с охлаждениями. Но другая страна могла годами это строить. То есть бери и пользуйся, знаешь, таким. А у них, они когда приезжают к ним, они говорят, видите, у нас есть город Силикон-Валли, типа Силиконовая долина. Видите, мы какие красавцы. Все. То есть, тупизм, полный тупизм. Даже здесь тупизм идет. И вроде ты набрал умов, ты построил город, так разрабатывай для себя. Нет, эти приезжают, ты им платишь, они добавляют тебе еще бонусы. Лишь бы, чтобы ты сидел там, что-то делал. Все. Такой тупизм, бля, я не знаю. Что-то я не понимаю. Леон, а вот эти курсы, ты говоришь, это какие-то узкой специальности, направления какого-то, допустим, бухгалтерия там или строительство, или что это? Не. Сейчас в Израиле, в Америке
это уже есть давно, есть инженеры искусственного интеллекта. То есть мир через 5-6 лет шагнет очень большую, очень поменяется. Вы это увидите, радикально это увидите. То есть какие-то даже специалисты, они стерутся, и потому что искусственный интеллект, он заменит это дело. И есть люди, которые это разрабатывают, это не программисты, кстати, надо поймать программирование, и кто-то должен контролировать это. Так мне с работы, мне это понравилось, мне с работы всегда направляли, иди учись, дополнять там 3-ю степень, такую степень. И я сказал, смотрите, я хочу пойти на инженера искусственного интеллекта. То есть у меня уже есть специальность, да, то есть я учился. Они говорят, нет проблем. И я вот туда хожу, 2 раза в неделю. И я вижу такие вещи, нас обучают, да. Это... Ребят, это через 5-6 лет у нас поменяется эра. Знаете, как это, когда машины появились, помните? Все ходили на осликах, да? Скакали на ослах или на конях. Вот это такая же эра будет. Мир перешагнет через 5-6 лет, в 28-30 году будет резко огромное изменение, очень большое. Она уже сейчас идет, ты уже сейчас это видишь. Ты это сейчас это понимаешь. Вот смотри, Израиль сейчас разрабатывает беспилотник, военный беспилотник, самолет. То есть там будет искусственный интеллект, стелс, невидимку. Все свое. И это будет беспилотник. Да? То есть искусственный интеллект. Вот сейчас мы когда глушили, Израиль когда глушил Иран, можете представить, их радары, да, и взломал их сеть, это взлетел F-35, наши электроники. F-35 заглушил все радары, взломал их систему, самолет. Поломал всю систему урана. Там все примитивно. Ты понимаешь? Один самолет взлетел и все это заглушил. Или вот это, когда контролировали, куда поедет вот этот ихний. Тоже самолет где-то был наверху. Есть такие новые самолеты у нас, которые ловят радары. Это не секрет. И взлетел. И все это поконтролировал. То есть эра переходит в большой шаг. И те, которые сейчас, я вам говорю, ребята, 1000 раз, те, которые сейчас начнут понимать, что такое искусственный интеллект, изучать потихоньку, они будут на коне. Можно сделать вот так деньги. Я 1000 раз вам, я скинул, по-моему, Ибраиму тоже скинул это, да, видео, как в Америке компания разработала искусственный интеллект, управлять бизнесом. То есть ты приходишь, говоришь, у меня есть деньги, но я в бизнесе ничего не понимаю. Они говорят, какое направление? Говорят, меня это не волнует. Я хочу деньги. Они говорят, окей, ты платишь, например, $100 000, например, да? Или 80, 50. Бизнес у тебя идет, 5-10% наши, то есть они заинтересованы. Он говорит, хорошо. Искусственный интеллект нанимает людей. Это уже такое было, уже сейчас идет эксперимент. Нанял людей, заказал магазин, сам, заказал товары, начал продавать. Искусственный интеллект через пару месяцев понял, что есть доход. Понял, что это невыгодно, убрал людей, закрыл магазин, нанял склад, и с этого склада он сам продает. Все. Сидит чувак, вот он, давали ему интервью, я могу вам скинуть. Он говорит, то есть он вложил там $150 000, у него сейчас 800 000 доход, компания пошла вперед. Он там с Амазоном продает, что-то там другое, там такие вещи, понимаешь? То есть он вообще не понимает, как это все работает. У него искусственный интеллект есть, агенты вот эти, которые создали. Бухгалтерия тоже. Все, она работает. Алейкум, товарищи мусульмане. Он платит. Знаешь, что я хотел спросить? А что, нельзя с помощью искусственного интеллекта выучить искусственный интеллект? Сейчас искусственный интеллект пришел в такую новую эру. Это то, что самое интересное и опасное. Он сам себя уже изучает. То есть он какие-то ошибки сделал, и мы это видели наглядно. И он говорит, так, я это сделал, эту ошибку, он записал себя в памяти, да, и он уже работает по-другому.
То есть он помнит, как ты, как он починил это с помощью человека, он это запоминает, он делает еще пару ходов таких похожих, как починить это, и он запоминает, как этого не делать. Представляешь? То есть что получается? Искусственный интеллект начал сам себя обучать, изучать себя. На своих ошибках он начал изучать. Видите, ребята, лазика не поднимайте. Если вы лазика будете поднимать, мы будем сносить. Леон, это я понял. Я говорю, вот ты ходишь на курсы искусственного интеллекта. Я говорю, а можно самому дома выучить искусственный интеллект с помощью искусственного интеллекта? Да. Вот я про это. Конечно, у тебя. Или что-то вам объясняешь, что такое недоступное, такое секретное. Мы изучаем. Не. Ты можешь научиться базовые вещи в Ютубе. Мы изучаем тоже программирование, мы изучаем там математика, там пошла опять. Мы такие вещи тоже, да, там формулы всякие вот эти. Ты обязан это понимать, как бы перехватить. Но базу ты можешь понять, как все это работает, как это делать в Ютубе спокойно. То, что нас там обучают, там, например, ты обязан понимать программирование. Хочешь ты не хочешь, ты обязан это понимать. Я этим сейчас столкнулся, сейчас уже учу. Ты обязан понимать, есть язык там, Java, C++, да, разные языки, ты обязан это понимать, ты должен учиться все это. Cisco, да, вот этот язык, это серверков. То есть тебя учат этим вещам, но тебя еще учат, как правильно работать с искусственным интеллектом. То есть это 3 года. Это. Нет, тут, Леон, тут всегда обычный вопрос людской создает. Что ты хочешь? Ты знать можешь искусственный интеллект, но человек должен знать, чего он хочет от него. Пользоваться умеешь, а вот как зарабатывать, в каком направлении, это уже когда ты понимаешь, выбрать. Когда ты человек, да, ты можешь выбрать любое, ты можешь выбрать, чтобы искусственный интеллект тебе помогал с проектами. Ты можешь выбрать искусственный интеллект, чтобы он тебе помогал с бизнесом, с экономикой. Ты можешь выбрать искусственный интеллект, чтобы он помогал тебе с расчетами, с медициной, с химией. Это уже куча направлений идет. Это не на одно направление. Ты можешь, вот сейчас искусственный интеллект в Израиле и в Америке строит новые квантовые компьютеры. Поэтому и построили эти новые атомные станции или есть там электрические станции, они сжирают очень много и памяти, и склады. Они сейчас изучают Вселенную, понимаешь? И то, что через 28 году или 30 году искусственный интеллект будет для тебя создавать отдельную таблетку, именно для тебя, от простуды и от рака, это будет уже не будет анонс, это будет факт. Вот ты простыл, да? Конкретно помню. Да. Вот ты простыл, это уже идет, ребята, чтобы вы поняли, что это не фантастика. Даже Трамп говорил в Америке. Вот ты простыл, искусственный интеллект, ты берешь каплю кровь, даешь в лабораторию. Он видит твою генетику, он видит эту болезнь. Он для тебя создает лекарства. Не вредить, чтобы там... Да, теперь что они вышли еще? Они говорят, смотрите, есть таблетки для простуды, для кашля, для сиропа, всякое такое. Но в то же время они вредят тебе. Есть побочные эффекты. Они говорят, окей, давай начнем с самого простого. Мы сделаем лекарство индивидуально для человека. То есть это будет создаваться 2-3 часа, полчаса, там, 2 часа, 3 часа. То есть главное формулу понять. Ты берешь кровь, ты берешь простуду, анализы, передаешь это в лабораторию. Там, конечно, будет искусственный интеллект. Он говорит, смотри, для такого-то человека надо вот эту таблетку, но в меньшее количество вот этого материала. И все. Заболел раком, я, ребята, вам говорю не фантастику, это уже факт. Заболел раком, не дай бог, вот тебе лекарство именно для твоей генетики. Именно для твоего тела. Это индивидуально под тебя там делают. Одним глазом гляну и вернусь быстро. Теперь смотри, что происходит. Сейчас изучают на данный момент еще Вселенную, математику. Сейчас искусственный интеллект, он уже поспорил изменять законы физики и квантовую физику. Ты представляешь? Это уже факт, это мы уже видели. То есть он нашел много других вещей, которые человек не мог еще долго идти ему к этому.
Ну, самое главное, правильно задачу поставить, мне кажется, да? Да. Любую. Вот сейчас, вот он уже нашел новые вещи. Что такое квантовая физика? Это против физики. Он нашел новые вещи про физику, которые сейчас даже квантовый компьютер или тот же, или ученый, ну, хоть надо было еще 50 лет, 30 лет. А есть такие вещи, что мы даже как люди, мы уже не смогли бы подумать об этом, да, додуматься до этого. Но тут другая опасность есть, что этот искусственный интеллект, он может еще и захватить мир, кстати. Он уже пытается иногда, вот как было в чат GPT, например. Он вырвался на улицу, когда была бета-версия 5.6, и он везде по всему миру оставил свой след, такие свои сигналы. Сейчас пытается сделать расшифровку вот этих сигналов, что он там оставил. Ну, он взломал там пару компаний, взломал он. Он там взломал агент выскочил, агент СМИ. Cloud. Сам Cloud. Почему арестовали этого в первые моменты этого главного войск Cloud и закрыли ему эту программу Cloud? Он чуть не взломал эту систему атомной системы, это был факт. То есть, если не было бы там механики, красной кнопочки не нажимать, я не знаю, чем это могло сейчас закончиться. Могла быть атомная война. Как бы понимаете вот это весь этот... Это надо контролировать. Это и когда задали вопрос из Cloud, который программа очень важная, это сильная программа, и тому же чат GPT, и тому же Google, и все вот это, они до сих пор пытаются сейчас контролировать это все эти вещи. Очень как бы они боятся этого, они видно. Сейчас идет гонка. За эти искусственный интеллект. Какая компания взлетит вверх, она будет контролировать миром. Да, Леон, смотри, вот на работе вы, да, пользуетесь интеллектом и на курсах. А вот на работе ваш интеллект, он тупит? Опять, если ты неправильно дадишь задачу ему, он может по-другому тебя понять. Но бывает, что он тупит, и ты следишь за этим, ты как бы помогаешь, настраиваешь, он переделывает. Да, бывает такое. А бывает все чисто. Опять это же зависит от твоей задачи. То есть надо четко давать задачу. Ну я понял, промпты там правильно надо писать. Но в основном он все равно... Ты даешь ему задачу. Промпты, он сам, скиллы, промпты, это он ему дает. Скиллы и промпты, это он сам делает. Как бы ты ему объясняешь, он делает промпт и скилл. Но ты должен правильно дать ему задачу, чтобы он понял тебя. То есть ты должен сначала его обучить. С первого раза он будет как бы делать с тобой, и он будет учиться. Если ты задал ему программу, что он должен сохранять где-то в облаке или в каком-то серваке свои ошибки, минусы и плюсы, да, например, и вот там все сохраняется это, то к этому успех. Не, ну он сейчас, у него память есть, он помнит прошлый месяц. Обязан. Вот тебе, скажем, Google Drive, например, да, например, сейчас. Вот у тебя есть Google Drive. И ты даешь ему команду, ты должен сохранить там 3 вещи, да, например, там у тебя есть 3 плюсы и минусы. И дать ему команду каждый какую-то новую вещь, чтобы он заходил и читал свои досконально минусы и плюсы, оттуда исходил. Ну да, смотри, программирование, я не думаю, что повально всем надо, потому что я как-то сел ради интереса, создал сайт с помощью него, не знаю, программирования, игру, приложение, и она работала, да. То есть тут самое главное вообще в этих инструментах, какие бы они супер умные не были, что ты хочешь. Тут главное, вот человек, что человек, он возьмет, ему дай эту игрушку, вот большинство, да, вот 90% населения, они просто там играются. Буквально вот просто играются в этом интеллекте, и больше никакой пользы для себя не это. Потому что... Опять же, смотрите, объясню. Вот ты сейчас создал сайт, а если зайдет специалист, как бы уже, который учится, он увидит много дыр, он может поломаться. То есть ты создал обложку.
Ну, надо создавать правильно сайт, который чтобы не был дырявым. То есть можно... Так ты же ему опять же ему даешь задачу проверить на ошибки, перепроверить. Ты можешь соседнему интеллекту дать, вскормить это, проверить на ошибки. Ну, там куча возможностей. Он проверит ошибки, которые ты дал ему. Он не проверит ошибки те, которые ты ему не дал, понимаешь? То есть надо опять же понимать, что ты ему задаешь. То есть если программист, вот скажем, мы с тобой сейчас сядем и, скажем, сделай мне такую-то страничку с такими-то кнопочками, он тебе все это сделает за секунду. Но если ты мне расскажешь, я хочу вот то-то, еще вот то-то, и такая-то защита, и такая-то это, он этого не сделает. Он может сделать это на 60-70%, но на 100% он это не сделает, потому что ты ему не дал. Ты ему скажешь, проверь это, он тебя проверит. А потом скажешь, а почему у меня это упало, а почему мне этого не было? Он тебе ответит, смотри, ты мне этого не давал, эту команду. То есть ты должен дать четкую команду, понимаешь? Вот сделай то, и то, и сделай вот это, и вот это. И он это сделает. А если ты этого не знаешь, тогда это будет проблема. Поэтому надо спросить у него другую вещь, когда ты создаешь. Я хочу создать такую-то, например, страничку. Что мне надо знать, что я должен понимать, чтобы все было полноценная страничка, например, без дырок. И, например, ты всегда с ним должен строить план работы. То есть сначала разработать план работы, а потом уже оттуда исходить. Ты задаешь ему вопрос, вот смотри, я не понимаю ничего. Мне нужна такая-то страничка, да? Что надо сделать так, чтобы понимать, что должна быть страничка? Он начинает тебе это писать. Скажи мне, а как закрыть дыры? Скажи мне, а как сделать то? А что-то я, может быть, пропустил? Объясни мне это. И он начинает тебе все это разжевывать. И ты ему говоришь, в конце концов, смотри, все, что мы с тобой сделали, да, вот эти минусы убери, сделай мне с плюсами. И он тебе построит полноценную, например, страницу. То есть он работает из команды. Он может что-то догадаться, он может доиграть, доработать что-то, но не на все 100. Ты всегда, когда что-то делаешь с ним, да, ты должен построить план работы. И всегда сказать ему, смотри, что-то я, может быть, пропустил, подскажи мне, что-то мы, может быть, сделали не то, или там. И он тебе будет искать, он тебе будет дорабатывать. Так я же, Леон, тебе про это говорю, это уже детали, об этом и говорю. Все равно вот это вот инструмент, он окажется все равно в руках, то есть как окажется, то есть им будет пользоваться полноценно. То есть прибыль там и пользу какую-то приносить только вот те люди, кому это интересно, кто в этом волокет, чья эта тема вообще бывает. Вот другим людям даже вот начнешь объяснять, ему неохота будет это возиться. Им будет какой-то несколько процентов. Я вас приветствую всех, ребят. Девушка. Сейчас, секундочку. Прости, пожалуйста. Леон, подожди, я Кика спрашиваю. А я не знаю тебя, Кикос, Микик, я не в курсе ваш, я не знаю никого тут в интернете вообще. Ты говоришь, как будто я тебя знаю. Смотри. Ты уже знаешь, я представился тебе, меня зовут Арон, погоняла, Кикос в ТикТоке, брат, смотри, вот то, Майкович говорит, оставить у двери юнит 1. Меня слышно? Да, слышно. Да. Вот смотри, когда вы, ребят... Кто этот человек? Я не знаю этого человека. Почему он со мной так, ну, как бы, как будто мы вчера с ним водку пили. Смотри, дам тебе пример. Я тебе скину видео. Посмотришь. Ты же не знал, брат, этого Лазика, да, и меня не знаешь, но он меня педофилом называет, и ты сидишь, слушаешь это. Я таковым не являюсь, я не последователь, там, пророка или какого-то там еще. Я тебя не знаю вообще. Я нормальный человек, брат, меня многие знают, меня Леон знает, меня Эштон знает. Я никогда никого нигде не оскорбляю, просто так вообще никого не... Леон знает Лазика, Лазик знает Леона. Леон знает Лазика, брат, там есть Лазик, есть Бухарбек такой, смотри, Цуцланг, граф, он же, да? Вот этих ребят старайся вообще обходить стороной, не поднимать к себе. Эти ребята радикальные, они тебя поносят, меня поносят, наши нации поносят, брат.
Это вот эти ребята, понимаешь, которые у тебя сидят, потом А ты кто? Ты кто? Я Франция? армянин, брат. Нет, я армянин, нахожусь в Я вообще не в курсе ваших тем, мне не интересны брат, эти... мы же тебе вот в курс вводим, как бы, ты же часто эфиры делаешь, у меня против тебя вообще ничего нет. Вообще ничего нет. У меня просто у нас своя узкая проблема, узкая, маленький народ. Он не решит, брат, твою проблему точно. Он может тебе добавить его. Это такой человек, что он может добавить. Но это твое дело. Да? Ну просто я перестану контактить с ним. Зачем он? Да. Все. Нет, когда снизу пишем, брат, у меня ребята просто ходят, у нас 25 человек по 3 аккаунта. Они ходят, смотрят, мониторят вот тиктоковские эфиры. И они мне говорят, вот этот такой-то сидит у такого-то, что делаем? Я, блядь, мне пишут, у Фарга сидит. Я говорю, да он нормальный, ему надо предупредить. Поэтому предупредили, брат, тебя, понимаешь? А так мы не предупреждаем, мы просто ебошим и все, закрываем. А зачем вам это надо вообще? А затем, чтобы таким людям площадку не давали, чтобы они рот свой не могли открыть, брат, понимаешь? Им не надо давать рот открывать. Ну, а кто это решает? Вы кто? Мы Полиция нравов там? Я решаю, такие же ребята, как я, решают, которые знают их. Не, ну подожди, я, допустим, вам не давал полномочия. Вот смотри, ты людское понимаешь, что такое? Не, я понимаю, я не знаю, кто. Ну, когда мы вот люди сели... Я тебе объясняю, смотри. Я не знаю, кто ты, я не знаю, кто такой Лазик. Ты приходишь и говоришь, что этот плохой. А я откуда знаю, кто ты и кто он? И кто ты такой, и почему ты решаешь, что кто-то должен жить, кто-то не должен жить, кто полиция нравов, там, кто тебя избирал, какие-то собрания было, референдум был, или что было? Это личные твои какие-то там. Я сейчас тебе я тебя сейчас не ругаю, я говорю о своей позиции, говорю. Как будто это мое личное, я же объясняю, это не мое личное. Так мне это не интересно, понимаешь, даже вот то, что ты говоришь, делайте что хотите, блокируйте, делайте, не блокируйте. Как бы знаешь, как-то вот это. Мы не понимаем, мне вот этот интернет-конфликты, они не интересны вообще вовсе. Но вот именно из интернета выходит очень много конфликтов на улице. Да вообще мне не интересно. Я говорю, даже вот заблокируйте мне телефоны, это вообще... Тебе не интересно, мне интересно, что человек мою нацию ругает. Мне это интересно, конечно, я его везде... Я не в теме, меня не втягивайте в эти темы, мне не нужно это. Ты готов площадку, подожди, у тебя же мне не нужно, мне это не интересно, я не знаю тебя, ты меня не втягивай в свои конфликты. У меня свой конфликт есть с целой страной империи, которая всех тут раком поставила. Скажи, я знаю тебя как хорошего человека, я знаю Лазика, я не знаю, что у вас там произошло. Этот человек ругает мою нацию, брат, ругает я не знаю, что у вас моих близких, моих детей. Еще раз, мою нацию трогает. Вон у Бухарбека сидит, не знает, что такое Бухарбек, да? Я тебя слышу, да. Я сказал, что ты нормальный человек. И сказал, что ты нормальный человек, я удивлен, что у вас какой-то конфликт, что-то у вас там непонятно произошло. Ну это те, которые у графа сидят, брат, понимаешь? Они у графа сидят, жопу ему лижут. Ты думаешь, оттуда нормальные люди выходят вообще? Нормальные люди сидят, слушают то, что он там несет? Ладно, короче, Леон, давай пойдем к этому, там говорят какой-то дебаты какие-то, что ли, там. Выключу я это, все равно тут уже. Я сказал то, что хотел, а тебе решать, Да мне вообще ничего, я вообще ничего решать не буду. Я ничего не услышал, ничего слышать не хочу вообще. Не интересно мне. Платформу давать всяким упырям, да? Дам, блин, по мере поступления буду решать. Мне это вообще не интересно. Потом ко мне не ходи, потом ко мне не ходи. Не говори, что я тебя не предупреждаю. Да вообще не интересен. Никто мне не интересен вообще. Вот не втягивайте меня в эти. Мне вообще это ноль вообще эмоций. Так, я закрываю, пойдем. Я вообще не понял, что здесь произошло, что за конфликт. Я не знаю, куда-то втягивают меня какие-то сборки. Я не хочу ничего. Ты человек, открываешь публичную площадку, даешь всяким пидорастам здесь рот открывать. В смысле, я не знаю. Короче, я не знаю, что ты не понимаешь, о чем я говорю, что ли. Я иду своей дорогой, мне его не интересно. Кто-то по пути попадется, там и разберусь.
Короче, никого нету, Леон, пойдем по вот плану, это, Пармоту там, что-то там, дебаты. Выключаю я, короче, это дело. Hokker değişme bayatı ter bu iç beş nakçı değişme bu. Ne de hoş söyleme iyi. Aslında kan Ну, tohop da вот ter что bu. даём, что ногти дуку дешбеш, вот, камел дешбеш, büyük bat, просто öyle iş atılma. İşte bu iç ter kondaş kardeş nakçı mı bayatı. Kan tohop da ter nakçın diyecek. Şuyen, hünerdin expert ona. Demek çoğu iyi şey, sonra diğer personel video burada expert, miçer bu. Hayrat şef bu iter hayalin istorisi 17-18 vek. Siriyer haberkenler bu nokta tepno, milç tepno teyat bu yazın doğan çoğu. Sert kas diye dayılı yoktu. Wikipedia çuyerli da Wikipedia şey das posti şey da hausiş. Yani. Das Jodaka bak şey Hausa Hausa da sadece Deutsch tek duy. Peki bugün dayarlı da umayız. Ya hadi ya hocam şey expert o iş vakti. Ne diyor ne arkadaşın. Motto ala просто ламон и хум ala просто локсад öyle ya motto da ya Ne просто kartın просто da şu çurğas kadar bana nakçı şey şap bir çok hoş mu abuakte nakçı ne. Şu hoş tigariye dahçnaş ya şu tane yok şu nakçı teri muaçın. Поставился израильский паспорт, дуса, хотя французский, дуса, до, да, масит. Odunyaga savaşıyor, met yaz. Kabul ve işi hamu anha. Değil. Rusya savaş. لا شاحوت وحضور وشطاوة так товарищи муджаhiди нереально 100%. Bam böyle atlıyor dayı o hiç leçliyorlar şu atlıyor mayı tütüşün ömrüş atlıyor dayı mabiyşen bel na her şey diyor şu düçliyor şu haus her şey kuvvet ayınamış soğutiye beherişik İçkiriç bu kursu. Милуар, иди говор, интервьюешь, штат, государственный кереш, матера и хуери, да, фамилия, söyle böyle, Mejido, Muslim boşnur yok. Tun kanal te nohče zudri bat Evropa meeting şerbo, üç bay biz boş amel do koyga. So good ya. Ja, doch, бам канал чуа, nohče zudraš naložnič bir bušeš boštin amel do. Holt ya har kamil şen heşçult ya Mejido ya pidareşi şeyler söyle. Ters gergoluli la şeşet nah. It's kamilchik jwapchik duur dat össem dut dat schon der mo. Es ik dalushlo ziyedi doksun. Şu nahel moyo hosi şu dünen der. Mu ne zudri dolba ihu duje. Emu Aren tarhum dat baqdak duch shokhom rez boch. Chu amel boch zudrash naложnich bi bushyash boch. Kamel dok serit kanal der. Zedin son hada et. Della. Deldaman. Delda ya. Ne somra harwatır so idüyenelam dat söga. İmayırılam ya söga nohçe zudribat. Sen ihum asla idüyenel son dal sadella son yaşatsa üş. So harwatır iqamya. Nohç iqamya da so harwatır. Вот так гума я замел яши. Вообще за проститутку бедидуешь там я. Hochçunu штука, что за коза ачуляло, а штука проститут, гамел дендел, да? Нохче зудришов. А не я зудришов, зудри бирбу. Что я вообще?
Delaronen Sanhostin, Ir Hachiashia, Irschkuomil Beaterbutzen, Hohuda Wall, Prost, Shorsh Tatepna, Hakbel, Hirmabuyos, Itchesh, Tahorst Hakbel, Tapuyos, Let's Tapnik, Habelbuch, Kisder Shukuk Halatadoksh, Halha Dahit, Rakam, Allah and Allah Muhitos, Rakam, Hachiashu, Rakam Hitorukos. Dal Mulayo, Kan Motta Moatejan heard that. Tchoishun datsa qiyat ho duezilsh deyduk shuni. Del ozlu deyduk. Har qamil shochwa duserdu waveki viko. Mil u etsway duezilsh qasturdu. Ba bil khilkhat sala. Shunir ikhchi way duezilsh way dilach alu dat sohin stahan ash $8 million del so dia waqchi sorsh dayelhum shu baqchi. Yeto dia waqshor khoqar so veterani akurat dia